Добрый день, уважаемые коллеги, педагогическое сообщество Республики Коми. Мы приветствуем вас на республиканском онлайн-семинаре «Внедрение примерной программы воспитания в работу общеобразовательных организаций». Уважаемые коллеги, у нас сегодня вопросы, которые рассматриваются на семинаре, обозначены были результатами мониторинга, который мы провели в течение сентября-октября 2020 года, и на основании именно актуального запроса от классных руководителей, от руководителей общеобразовательных организаций мы с вами вместе выстраиваем содержание наших республиканских семинаров. Я хочу вам напомнить, что мы участвуем вместе с вами в линейке республиканских семинаров. Каждый семинар имеет свою особенность. Мы всегда стараемся пригласить для участия в республиканском семинаре федеральных экспертов, лучших педагогов Республики Коми, которые имеют уже практический опыт. И, конечно, эти особенности сегодня отмечены и в рамках нашего республиканского семинара. Итак, сегодня семинар, который действительно важен для каждого из нас. Мы будем рассматривать актуальные вопросы, которые связаны с внедрением примерной программы воспитания в деятельность общеобразовательных организаций. В режиме онлайн вместе с нами будут работать представители федеральных структур, а также наши региональные эксперты. Уважаемые коллеги, мы сегодня ведем онлайн-семинар, и у каждого из вас есть возможность задать вопросы нашим экспертам, стать активными участниками нашего семинара. Но я хочу вам напомнить, что в разделе «Профессиональный видеозал» на сайте нашего института вы будете иметь возможность в свободном доступе еще раз проанализировать, познакомиться с теми материалами, которые мы сегодня будем обсуждать. В офлайн-режиме доступ к данному семинару будет активен в течение целого года. Поэтому, уважаемые коллеги, онлайн-семинар, конечно, нам важен именно как инструмент профессионального диалога. Но для обсуждения в каждой образовательной организации возможность использование материалов, она останется. Итак, уважаемые коллеги, я приветствую вас от имени Коми-Республиканского института развития образования и позвольте мне еще раз напомнить, какие же сегодня мы вместе с вами будем рассматривать вопросы. Очень важен, конечно, первый вопрос, который будет представлять федеральный эксперт Степанова Ирина Викторовна. Ирина Викторовна является старшим научным сотрудником Федерального государственного бюджетного научного учреждения Институт стратегии развития образования Российской академии образования. И, конечно, для нас это уникальная возможность, потому что Ирина Викторовна была непосредственным разработчиком примерной программы воспитания. Также Ирина Викторовна рассмотрит вместе с нами содержание и технологию реализации модуля примерной программы воспитания работы с родителями. Второй спикер – Мария Игоревна Лишенко. Мария Игоревна является экспертом апробации внедрения примерной программы воспитания, и она курировала нашу республику. И, конечно, нам очень важно экспертное мнение Марии Игоревны, которая рассмотрит порядок внедрения примерной программы воспитания в деятельность образовательных организаций нашей республики. Третья составляющая нашего семинара очень важна для нас, уважаемые коллеги, потому что мы работаем вместе с республиканским методическим объединением классных руководителей. И сегодня будет представлена региональная практика реализации модуля примерной программы воспитания самоуправления. Очень важны наши региональные спикеры. Это Костремина Ирина Викторовна и Дейтер Вера Борисовна. Они сегодня работают вместе с нами.
Уважаемые коллеги, я представила вам профессиональную программу нашего семинара. Мы очень надеемся на вашу профессиональную активность. Мы просим вас задавать вопросы, потому что действительно сегодня в течение 2 часов это уникальная возможность. Вы работаете вместе с федеральными экспертами, с разработчиками программы и с теми, кто непосредственно уже функционирует именно с точки зрения экспертов по ее внедрению. Итак, коллеги, мы начинаем. Я объявляю наш республиканский онлайн-семинар открытым. Коллеги, мы сейчас начинаем работать, и подключается к нам Ирина Викторовна. Ирина Викторовна, мы ждем подключения, чтобы поприветствовать вас и передать слова приветствия от педагогического сообщества нашей республики. Ирина Викторовна, большое спасибо вам, что вы нашли профессиональную возможность включиться в наш онлайн-семинар. И сегодня, работая вместе с вами, мы понимаем значимость вашей деятельности. И, конечно, позвольте вам передать слова благодарности от нашего министра Натальи Владимировны Якимовой, потому что для нас это очень значимо, ваше присутствие в нашем сообществе. Ирина Викторовна, вам слово. Прошу вас включиться в онлайн-семинар. Сейчас. Ирина Викторовна, пожалуйста. Да, мы вас видим. Мы просим вас взять слово. Спасибо, Ирина Викторовна. Слышно ли меня или нет? Да, Ирина Викторовна, хорошо слышно вас и видно. Очень хорошо. Пожалуйста, Ирина Викторовна, у вас почти час, Ирина Викторовна, да, пожалуйста. Уважаемые коллеги, спасибо большое за эту возможность выступить у вас в вашем высокопрофессиональном сообществе. Для меня это большая честь. Спасибо за такое оптимистическое начало этой работы. Я постараюсь уложиться в отведенное мне время и несколько слов сказать о той работе, которая проходила по разработке и внедрению примерной программы воспитания, и о том модуле, который был заявлен. Итак, эта история началась в 2019 году, когда Министерство просвещения Российской Федерации поручило нашему институту разработать и апробировать примерную программу воспитания. Мы в этой работе стремились только к одному – вернуть школьному воспитанию здравый смысл, вернуть ему все то лучшее, что было выработано опытом великих педагогов прошлого и лучших педагогов, которые работают сейчас. Что мешает, на наш взгляд, сегодня вот такому здравому взгляду на воспитание? Две беды, которые были отмечены в министерстве, которые фиксировали мы. С одной стороны, это чрезмерная бюрократизация воспитания, а с другой стороны, его чрезмерная формализация. Проблема бюрократизации проявляется в нашей частой зацикленности на документах. Но все мы, педагоги, я тоже учитель физики, практикующие еще сейчас, и могу сказать, что часто для нас стопка бумаги – это то, что нам кажется главным и единственным в том, чтобы все случилось. Но мы, все профессиональные педагоги, понимаем, что воспитывает не бумага, а воспитывает педагог, воспитываете вы. Проблема формализации – это проблема, которую мы фиксировали, которая проявлялась в том, что нам кажется, что будто существуют какие-то специальные воспитательные мероприятия, и наличие количества этих мероприятий как будто дает некоторый эффект воспитания школьников. Во-вторых, нам казалось, что воспитание нужно как будто распределять по направлениям. Патриотическое, экологическое и так далее, и так далее. Но мы, работая в школе, все понимаем, что, проводя классный час, работая с ребенком над его проектом, участвуя в волонтерской деятельности, мы одновременно и создаем условия для разнонаправленного развития личности, для гуманного отношения к людям, для развития патриотических чувств, для экологической культуры. И поэтому в основе программы воспитания, примерной программы воспитания, вы поняли, наверное, положен деятельностный принцип. Речь идет о той деятельности, которую осуществляет педагог, взаимодействуя с детьми. И третий аспект здесь – это нам казалось,
И часто кажется, что результаты школьного воспитания как будто бы можно четко измерить и четко оценить, используя якобы только количественные показатели. Но мы, работая в школе, вы, работая в школе, многие ученые считают, что для оценки результата воспитания, конечно, в большей степени подходят качественные, а не количественные методы. И та самая программа, с которой наверняка вы знакомились на нашем сайте, которая наверняка есть и скачана в ваших образовательных организациях, вы видели, что в этой программе а, она устроена, в ней есть всего 5 главных принципов, которые мы хотели в нее заложить. С одной стороны, это программа-конструктор, которую вы можете использовать для разработки своих рабочих программ, не тратя для этого большого количества времени. С другой стороны, речь идет о том, что одна школа – одна программа, а не 3 программы, как было раньше. С третьей стороны, в программе воспитания сформулирована цель, и когда программа утверждалась на ФУМО, министр просвещения Ольга Васильевна тогда сказала, что одна страна и одна цель воспитания. И эта цель сформулирована как усвоение детьми социально значимых знаний, развитие их позитивных отношений к ценностям и приобретение опыта поведения, соответствующего этим ценностям. И, наконец, вы уже увидели, что программа имеет деятельностный характер. Воспитание осуществляется только в процессе совместной деятельности педагогов и детей и социальных партнеров школы. И поэтому в содержании программы воспитания находит отражение именно эта реальная практическая деятельность. И, наконец, программа воспитания имеет модульный принцип, где есть модули инвариантные и модули вариативные. Каждая школа вправе исключать, добавлять те модули, которые соответствуют той деятельности реальной, которая в школе происходит. И на основе такой примерной программы, которая, как нам казалось, и в процессе апробации мы это поняли, удобна для образовательных организаций, в результате в этой программе образовательная организация отвечает только на 4 вопроса, когда разрабатывают эту программу для себя. Вопрос первый – кто вы? Каковы особенности вашей воспитательной работы? Второй вопрос – чего вы хотите, какие цели ставите? Третий вопрос – что вы для этого делаете? То есть речь идет о деятельности. И, наконец, четвертый вопрос – как вы узнаете, что у вас это получается? Вот, собственно, несколько слов о том, о чем мы думали, когда разрабатывали примерную программу воспитания, какие изменения в нее внесли, пока она проходила апробацию, а Мария Игоревна, которая выступает следом за мной, один из ведущих экспертов примерной программы воспитания, которая вносила свои предложения и рассказывала о том, как обстоят дела в вашей республике. И та программа, которая расположена в реестре примерных программ на соответствующем сайте, это та самая программа, которая получила одобрение ФУМО летом, та самая программа, о которой говорится в законе об образовании теперь после летних изменений в него, и та самая программа, на основании которой каждая образовательная организация будет осуществлять деятельность по своим рабочим программам уже с сентября 2021 года. То есть, по сути, у нас с вами, у вас есть больше, чем полгода для того, чтобы в образовательной организации появилась своя рабочая программа. И самое главное, чтобы в образовательной организации либо как-то изменилось отношение к воспитанию, либо вы утвердились, что вы делаете то, что и должно, либо, может быть, поменяли свое отношение к тому, что происходит, имея в виду, что главное, конечно, это педагог, его деятельность и те изменения в личности ребенка, которые происходят. Вот эти несколько минут я говорила вам о программе воспитания. Как заявлено в программе вашего семинара, я сегодня несколько слов скажу об одном из модулей этой программы, о модуле, который является инвариантным. То есть этот модуль будет в рабочей программе каждой образовательной организации. Этот модуль отличается от всех остальных. Вы мне скажете, Ирина Викторовна, вы же сказали, что речь идет о деятельности педагога и ребенка. Но работа с родителями – это деятельность педагога и родителей.
где ребенок лишь только опосредованно присутствует. Да, конечно, так. Этот модуль появился по разным причинам. С одной стороны, из-за запросов педагогов, потому что часто взаимодействие с родителями напрямую влияет на то, что происходит с ребенком в образовательной организации, на то, какая складывается атмосфера, каково отношение родителей к школе и значит отношение ребенка к этой школе. И не могу не сказать о том небольшом исследовании, которое проводили педагоги в Ульяновской области. Это был сентябрь, начало этого года, когда около 4000 педагогов в Ульяновской области приняли участие в небольшом опросе. И в этом опросе был вопрос, в чем вы, как педагог, как классный руководитель, испытываете самое большое затруднение. Вы не поверите, но, по крайней мере, в Ульяновской области на первой строчке на 20 пунктов выше, чем все остальные проблемы, которые возникают в работе классного руководителя и педагога, на первой строчке было названо именно это словосочетание – работа с родителями. Это то, в чем педагоги испытывают сложности. Ну, наверное, вот эти две причины и послужили тем основанием, благодаря которому этот модуль «Работа с родителями» появился. Будьте добры, пожалуйста, откройте мою презентацию. Надеюсь, что она у вас. Если я могу ее сделать сама. Да, спасибо большое. Спасибо. Надеюсь, вы ее видите. Я ровно, как и вы, всегда волнуюсь, когда взаимодействую с компьютером. Это, наверное, уже 5-я платформа, на которой мы работаем. И каждый раз, при том, что у нас каждый день занятия или лекции, или уроки, я всегда с трепетом нажимаю кнопки, боясь нажать не ту. Поэтому, если вдруг я немножко буду волноваться или буду не то нажимать, пожалуйста, сигнализируйте мне, чтобы меня тоже поддержать немножко. Итак, перед вами слайд. Модуль «Работа с родителями в программе воспитания». И в левом верхнем углу этого слайда название того самого института, нашего института, где я имею честь работать, который разрабатывал эту программу воспитания. По сути, это были мы, 7 человек. Наша лаборатория, которая называется лаборатория стратегии и теории воспитания личности. Мы 7 человек, разных людей с разным опытом, к счастью, у многих практический опыт, благодаря экспертам, которых было около 60, благодаря школам и педагогам, которые нас поддерживали, собственно, смогли это сделать. И, надеюсь, это та программа, которая реально нужна школе и реально поможет эффективной воспитательной деятельности в образовательной организации. Итак, модуль «Работа с родителями». Вот он. Зададим себе вопрос. Какие цели? Итак, сначала про модули. Посмотрите, пожалуйста, на них еще раз. Это такая своеобразная дробь. У нее есть числитель, в числителе которой те модули, которые являются инвариантными, и знаменатель этой дроби, где те модули, которые являются вариативными. В вашей рабочей программе воспитания верхние модули все, ну или за исключением 2, если у вас только начальная школа, появятся, а с вариативными модулями вы можете делать все, что угодно. Использовать то, что есть, менять их на какие-то свои, убирать, добавлять, изменять и так дальше. Вы видите, что модуль «Работа с родителями» выделен красным цветом. Ну, собственно, это значит, что в нашей программе, в вашей программе образовательной организации он, конечно же, появится. Итак, вопрос, с которого я начала. Какие же задачи решают родители, когда они приводят ребенка в школу? Посмотрите, я навскидку обозначила здесь 4. С одной стороны, есть родители, для которых важно обеспечить позитивную динамику продвижения ребенка и в обучении, и в его личностном развитии. Да, такие родители есть, и вы их прекрасно знаете. С другой стороны, есть родители, для которых важно реализовать свой собственный личностный потенциал в школе, где учится его ребенок. И такие родители вам тоже встречаются. С третьей стороны, есть родители, которые ищут виноватого. И когда ребенок отправляется в школу, этим виноватым является школа. И есть родители, которые, отдавая ребенка в школу, приводя его в школу, тем самым освобождают или отдаляют себя от проблем, которые связаны с обучением, воспитанием их ребенка. Стоит многоточие, это значит, что этот перечень можно продолжить.
Первые две задачи, которые решают родители, это те задачи, которые пересекаются и с нашими задачами. Это те задачи, ориентируясь на которые мы можем выстраивать свое взаимодействие с родителями. Какие же задачи решает школа, взаимодействуя с родителями? Я выделила их как минимум 3. С одной стороны, нам необходимо наладить конструктивное общение с родителями. Да, необходимо. Чтобы, с одной стороны, у родителей был позитивный образ школы, и чтобы родители были нам союзники. С другой стороны, нам важно привлечь родителей к организации интересной и полезной деятельности детей. Нам важно расширять спектр этой деятельности, и родители здесь могут нам помочь. С третьей стороны, наша задача, которая никак не прописана, конечно же, нигде, но почти каждая школа внутри или в документах для себя ее ставит. Повысить педагогическую грамотность родителей. Это тот часто груз, который ложится на плечи классного руководителя, заместителя директора школы. Зачем этот груз мы себе на плечи кладем? Школа, которая смотрит вдаль, в свою перспективу, понимает. Она понимает, что если родители хоть чуть-чуть педагогически и психологически образованы, это значит, что это поможет снизить частоту конфликтов, которые возникают часто между родителями и детьми. Это научит родителей понимать задачи, которые стоят перед школой, и каким-то образом координировать те задачи, которые ставят они, воспитывая ребенка в семье, и те задачи, которые решает школа. Когда вы смотрите в текст примерной программы воспитания, вы видели, что в этом модуле работы с родителями обозначено, может быть, 1,5 или 2 десятка разных форм, которые могут использовать педагоги, взаимодействуя с родителями. Среди этих форм и банальные формы, и родительские собрания, конференции и так дальше, и так дальше. И разнообразные семейные гостиные или клубы, которые возникают в некоторых школах. Общие проекты, которые осуществляют родители и дети, не говоря уже о участии родителей в управляющих и попечительских советах. Да, это, конечно, так. Эти формы, которые использует каждая школа свои, и вы об этом, конечно, напишите. Сегодня, в то время, которое мне отведено, мне хотелось больше поговорить о том, каким образом эту деятельность организовать. Сам по себе семейный клуб может быть провальным, а может быть максимально эффективным. Как сделать так, чтобы взаимодействие с родителями в тех формах, которые вы для себя выбираете, было на самом деле эффективным? Вот об этом я и хотела поговорить. Продолжаем. Щелкнуть на нужную кнопочку. Вот. Итак, первый пункт в нашей программе, и на мой взгляд, моей презентации, на мой взгляд, он является одним из основных. Речь идет о налаживании конструктивного общения с родителями. Известно, что отношения родителей к школе невозможно скрыть от ребенка. То, как мама, папа, бабушка, дедушка относятся к школе, влияет во многом на учебную мотивацию ребенка, на его ожидания от школы, на его уверенность в своих силах. Поэтому, конечно, нам важно, чтобы у родителей складывалось позитивное отношение к школе. Как же этого добиться? Пожалуй, ответ на этот вопрос кроется в секретах общения педагогов с родителями. На собраниях, в индивидуальных беседах, в чатах мессенджеров и так дальше. Секреты эти в мелочах, в нюансах, в умелой инструментовке нашего взаимодействия с родителями. Итак, какие здесь секреты? Я назову лишь некоторые. У каждого из вас наверняка они свои. Может быть, пересекаются с теми, которые вы видите здесь или услышите сейчас от меня. Может быть, я очень надеюсь, что в ваших ответах и в ваших комментариях потом будут какие-то другие, которые могут использовать и другие педагоги нашей страны. Какие же? Старайтесь создать у родителей позитивный настрой на школу еще до вашей встречи с ними. Если родителей на какое-то мероприятие, на попечительский совет, день открытых дверей, спортивный турнир, открытые уроки, детские спектакли и так дальше, много куда мы приглашаем своих родителей поучаствовать в этих делах и офлайн, надеюсь, так и будет, и часто онлайн, как происходит и сейчас. Если родителей ожидается немного, то можно сделать персональное приглашение. Если родителей ожидается много, но совсем важно на сайте школы разместить какое-то объявление, приглашение от директора или от заместителя директора школы по поводу предстоящего мероприятия.
Важно, и часто мы так и делаем, за 5-10 минут до начала мероприятия запустить на экране короткий ролик о школьных событиях, слайд-шоу с фотографиями детей или презентацию с отзывами выпускников о школе. Эта информация, которая ненавязчиво звучит и видна всем родителям, создаст позитивный настрой. А в вестибюле школы, если родители туда приходят, можно вывесить газеты, которые появлялись в школе в последний месяц, или поделки, или рисунки, которые выполнены детьми. Естественно, особенно в начальной школе, для родителей важно увидеть то, что сделал его ребенок. Позитивный настрой педагогов на встречу с родителями вкупе с профессиональным и тактичным поведением службы охраны, что немаловажную роль играет сейчас, помогут родителям проникнуться духом школы и увидеть ее достоинство уже своими глазами, а не только глазами ребенка. Постарайтесь строго соблюдать повестку и регламент всех мероприятий, на которые мы приглашаем родителей. Родители, как правило, приходят к нам в школу после работы, уставшие, далеко не всегда в хорошем расположении духа. Если их заставить еще ждать, их отношение к школе уж точно будет не улучшаться. При необходимости, когда мы выступаем перед родителями, мы сопровождаем свои выступления мультимедийными презентациями. И здесь очень важно соблюдать некоторые нюансы. Презентации важно делать короткими, понятными и читаемыми даже с дальних рядов. Очень важный нюанс. Нам сложно порой про это думать. Нам сложно не воспринимать вопросы со стороны родителей как критику в наш адрес. Родителям, с одной стороны, просто интересно узнать больше, с другой стороны, корректно задать вопрос они, увы, не всегда умеют. Они, может быть, не умеют, может быть, раздражены, может быть, готовы услышать с нашей стороны резкий ответ, но наш профессионализм в том, чтобы ответить именно на вопрос и сделать это максимально корректно. Если мы приглашаем родителей на какое-то детское мероприятие, то после его окончания, конечно, в бегущей строке на вашем сайте, в мессенджере, в любом из тех платформ, где вы общаетесь с родителями, им будет важно получить от вас сообщение. Коллеги, вы были самыми активными в отношении родителей. Спасибо за участие. До новых встреч и так дальше. Существуют нюансы, и вы тоже наверняка об этом знаете, нюансы общения с родителями в социальных сетях и мессенджерах. Только, наверное, неопытный педагог скажет, что такого рода общение проще, чем общение офлайн. Мы с вами понимаем, что организовать такое общение бывает порой значительно сложнее. Здесь важно постараться в таком общении избегать общих обсуждений каких-то конфликтных ситуаций, которые случились в классе и в школе. Вы можете предположить, и так оно и есть, у каждого из 25 ваших родителей 25 точек зрения может быть на какую-то одну и ту же ситуацию. Старайтесь вплетать информацию, которую вы хотите адресовать родителям, в контекст происходящих в школе событий. К примеру, если ваш класс готовится к чемпионату школы по баскетболу, то можно привести какую-то мотивирующую цитату, и, может быть, родители ее продемонстрируют детям. О чем я говорю? Ну, посмотрите, здесь, например, цитата известного баскетболиста Майкла Джордана. И уж точно дети, играющие в баскетбол, знают, кто это такой. И если вы ненавязчиво родителям кинете эту цитату, может быть, для кого-то это будет то, что определит его поведение на предстоящем матче. Дальше. Необходимо, конечно же, по возможности заранее договориться с родителями о времени начала и окончания ваших общений в чате. Конечно, невозможно, когда вам родители в 6 или в 5 утра присылают какие-то сообщения, и когда они делают это после 7 или после 8 вечера. Только в крайних случаях, и я думаю, что педагог в состоянии договориться об этом с родителями, вас можно беспокоить по каким-то пустякам. Остальное время должно быть четко определено. Мы с вами люди, которые много работают, люди, у которых есть чувство собственного достоинства. И, конечно же, ни в коем случае нельзя допускать, чтобы вас беспокоили по пустякам и еще обижались, что вы не отвечаете на какие-то сообщения. Я думаю, тактично об этом с нашими родителями тоже можно договориться. И, наконец, почти самое главное. Важен стиль общения с родителями. Педагогу важно использовать в своей речи так называемые «я-высказывания».
Среди тех больше, чем 300 наших слушателей, а наверняка их значительно больше, потому что слушают нас, наверное, команды школ, команды детских садов, команды детских домов, э, э, вы прекрасно понимаете, что среди вас, среди ваших сотрудников есть психологи, которые точно про это знают и точно значительно лучше, чем я, могут помочь эти я-высказывания, например, использовать. Что я имею в виду? Ну, например, посмотрите на этот слайд. Красным – это та фраза, которая чаще всего вырывается у нас на уроке, на перемене, в общении с детьми. Ваш ребенок постоянно отвлекается на уроки, можем мы сказать родителям на родительском собрании. Но если мы фразу перестроим по-другому, ориентируясь на себя, а не обвиняя ребенка и родителей в чем-то, то фраза может звучать по-другому. Я сбиваюсь с темпа, например, и многого не успеваю на уроке, когда кто-то отвлекается. Вы говорите это от себя. Психологи считают, что практиковать «я-сообщение» может только смелый человек. Говорить о себе, о своих чувствах в конфликтной ситуации – это требует мужества. Я-высказывания, вот те, которые здесь фиолетовым цветом на этом слайде, так вот, я-высказывания, они, конечно, означают открытие нашего педагогов внутреннего мира. И это, конечно же, делает нас отчасти уязвимыми. Но вред ты-высказываний, наверное, значительно больше. Когда мы используем вот эти самые тыкания, мы пытаемся манипулировать человеком, с которым мы общаемся. Для взрослого человека это почти недопустимо. Для подростка еще, наверное, более недопустимо. Поэтому переформулировать я-высказывание в ты-высказывание, в я-высказывание педагог профессиональный, конечно же, может. Значительно больше проблем будет решено, если такого рода общение станет для нас с вами обычным. Просьбы, рекомендации, указания, требования гармонично сочетаются с «я-высказыванием». Ну, например, «мне трудно переносить шум, сделай, пожалуйста, музыку тише». Или «я хочу отдохнуть, выключи, пожалуйста, музыку». Вот просьбы более гармоничные именно с «я-высказываниями», и я надеюсь, психологи согласятся со мной, подтвердят это. И, может быть, если есть такая необходимость, проведут небольшой мастер-класс в своей образовательной организации. Есть такая фраза, даже не вспомню, кому она принадлежит, но она очень как-то попала в тему. Жить как ты хочешь – это не эгоизм. Эгоизм – это когда другие должны думать и жить так, как хочешь ты. Вот такая фраза попалась мне, когда я готовилась к нашему выступлению. Вот она сейчас перед вами. Не буду долго останавливаться на том, что есть самые разнообразные методы решения конфликтных ситуаций. Я много об этом говорю, потому что не понаслышке знаю, какого рода проблемы могут возникнуть у педагога с родителями того или иного ребенка. Это тоже разные методы, тоже здесь я обращаюсь к психологам, если есть такая необходимость проведения мастер-класса с педагогами на этот счет, наверное, это было бы полезно. Ну, один из психологов считает, что есть 4 метода решения конфликтной ситуации. Вот они перед вами. И не отвлекая, не занимая долго вашего внимания, могу сказать, что, просто привести пример, он перед вами. Метод «заезженная пластинка» звучит не очень, метод «заезженная пластинка» звучит не очень благозвучно для наших ушей. Суть, например, одного из 4 методов заключается в том, что что вы должны сформулировать четкую фразу, проясняющую вашу позицию по затрагиваемой проблеме. Желательно, чтобы она была не очень длинной, ее можно было повторить несколько раз, не изменяя и не нарушая логики разговора. И важно сохранять не только одинаковое содержание фразы, но и интонацию, не поддаваясь давлению эмоций. Вот обычная ситуация, вот здесь перед вами на слайде описана, когда возникает какая-то конфликтная ситуация и как этот метод можно использовать.
Еще один метод, который перед вами, он очень простой и называется внешнее согласие. Это тогда, когда на вас собираются напасть, обвинить вас в чем-то, и вы как будто маленько с этим соглашаетесь. Тот, кто собирается на вас напасть словами, к этому точно не готов. И поэтому градус разговора точно и обязательно снизится. Вот перед вами несколько примеров, как этим методом можно воспользоваться. Еще раз извиняюсь перед психологами, что так наскоком про это говорю. Но мне кажется, большая часть проблем во взаимодействии с родителями решится и исчезнет, когда мы научимся с ними общаться достойно, грамотно, не унижая их, а считая априори их своими союзниками. Итак, второе направление, по которому можно работать с родителями. То, что очень знакомо нам, и то, чем мы с вами, педагоги, часто пользуемся. Привлечение родителей к организации интересной и полезной деятельности в классе. Для начала, конечно, важно узнать, чего хотят и что могут предложить родители для того, чтобы жизнь в классе была интересной. Чаще всего в начальной школе, в 5 классе, это значительно легче сделать, чем если к вам пришел класс, который вы взяли первый раз в 7 или в 8 классе, когда энтузиазм родителей, может быть, их интерес к школе, может быть, проблемы, которые у ребенка существуют, пока он учится, не затмили их ожиданий по отношению к собственному ребенку и к тому, что с ним может произойти в школе. Здесь в скобочках написано несколько игр, которые можно провести. В силу отсутствия времени, конечно же, я не буду про это рассказывать, но обещаю, во-первых, конечно же, организаторам переслать презентацию, а во-вторых, при необходимости какие-то материалы, которые, естественно, я не могу озвучить. Конечно же, узнав о склонностях и профессиях, и интересах, и хобби родителей, педагог может помочь желающим реализовать себя в организации школьных дел. Такие родители всегда найдутся. 1, 2, 3, но точно они есть. Когда им необходимо, мы говорили об этом чуть выше, продемонстрировать, реализовать их личностный потенциал, продемонстрировать их специальные знания, особые умения, какие-то навыки. Ну, например, какой-то родитель может провести интересный мастер-класс, связанный с профессией или с увлечением. Мало кто из девочек, например, класса устоит перед такими темами, как, ну, например, да, готовим шоколад своими руками от мамы кондитера, или 7 секретов женской красоты от мамы парикмахера, или мастер-класс от папы, тренажерный зал в домашних условиях и так дальше. Если вам удастся на это, как говорят дети, раскрутить родителей, то эффект от этого будет не только для детей, но часто для родителей он будет больше. Если он поймет, что он успешен, и относиться к школе он будет по-другому. Пожалуй, самым распространенным сегодня способом включения родителей в организацию интересной и полезной деятельности является организация школьных экскурсий. И мало кто из классных руководителей не использовал потенциал родителей в этой самой организации. Не буду говорить о том, какие экскурсии интересны детям. Это зависит часто от опыта детей, от желаний и интересов самого классного руководителя. Но экскурсионная деятельность, она обладает очень большим воспитательным потенциалом для ребенка. И не использовать здесь потенциал родителей было бы слишком расточительно. Здесь как раз важно задействовать личные ресурсы родителей. Их умение работать в интернете, их умение вести переговоры, находить информацию, наличие у них свободного времени и так дальше, и так дальше. Классный руководитель может попросить родителей подготовить несколько, там 15-20 листовок с описанием экскурсий, куда можно было бы отправиться вместе с детьми и организовать потом на классном часе такое своеобразное обсуждение в разных совершенно формах о том, какие экскурсии класс посетит. Здесь классный руководитель может отчасти манипулировать родителями, в кавычках это слово, простите, я возьму, потому что если в классе, например, есть проблемы с агрессией или с отсутствием милосердия, то классный руководитель попросит родителей в этих листовках выбрать те объекты, где какие-то проблемы детские можно снять. Ну, например, экскурсия в какой-то заповедник или экскурсия в клуб собак-поводырей и так дальше, и так дальше.
Экскурсия не только развлечение, но и средство достижения воспитательных целей. И все педагоги, и вы, конечно же, об этом знаете. Педагог должен учитывать еще один небольшой нюанс. Часто, особенно в начальной и средней школе, родители отправляются вместе с детьми на какую-то экскурсию с классным руководителем. И часто, если педагог заранее не обговорил с родителями правила поведения, может случиться следующее. Если вдруг какая-то неприятность, что-то с автобусом, на котором вы едете, да, с кем-то из детей, то родители могут раздуть такой скандал, что классному руководителю придется только отвечать на сообщения, и весь эффект экскурсии будет смазан. Поэтому, конечно же, все нюансы при том, когда экскурсия бывает организована, классному руководителю нужно обговорить с этими родителями. Фотографии, наверное, в общий чат, да, но если есть какой-то негатив, то сначала классному руководителю. В экскурсии принимали участие и другие, может быть, родители. Поэтому, конечно же, обязательно поблагодарить родителей после. И, может быть, это ваша благодарность и какие-то нюансы этой благодарности позволят родителям и другим родителям в следующий раз включиться в эту историю. Я двигаюсь дальше. Нам остался еще один пункт, который может быть часто является сложным для классного руководителя. И здесь, конечно же, и заместитель директора, и социальный педагог, и вожатый школы, и более опытные учителя, которые прошли какие-то специальные курсы повышения квалификации, могут помочь. Я говорила вам, что педагогическая грамотность родителей – это не то, что нужно само по себе. Это то, с помощью чего мы решаем свои воспитательные задачи. Мы знаем, что родители, приводящие ребенка в школу, такие же разные, как и сами дети. И нам с вами, педагогам, приходится взаимодействовать со всеми. Мы не выбираем своих родителей, мы не выбираем соседей по лестничной площадке. К нам приходят разные родители. И родители-альтруисты, которые готовы самозабвенно помогать школе и организовывать экскурсии, праздники и вечера. И равнодушные родители, не стремящиеся к сотрудничеству со школой даже в случае возникновения проблем. И родители-интеллектуалы, которые интересуются мировыми образовательными практиками и современными способами обучения и воспитания детей, и опекающие родители, которые излишне контролируют и оберегают своих чад во всех нужных и ненужных случаях, и недовольные родители, которые готовы в работе педагога всегда замечать лишь негатив. Такова жизнь. И с этим, понятное дело, нам жить. Важно лишь помнить, что большинство из этих родителей – профессионалы в своих профессиях, но мало кто из них обладает педагогическими знаниями и педагогическим опытом. В деле школьного обучения и воспитания вы профессионалы. Поэтому плечи широко, прямо и нос выше – это всегда к нам. Именно нам предстоит максимально корректно помочь родителям овладеть основами педагогических знаний, понимая, что в будущем для нас же и для их же детей это окупится сторицей. Как это сделать? Самый простой и доступный способ это наши встречи с родителями на родительских собраниях. Для каких-то школ это раз в четверть, для каких-то школ это раз в полгода. Сейчас в режиме дистанта часто это проходит раз в месяц. Так вот, во время родительских собраний может быть ненавязчиво на 5-10 минут педагог может сделать какое-то небольшое отступление на тему, проблему, которая родителям как вам кажется, актуальна, но которую, может быть, они не в состоянии вам озвучить. Родители пришли в школу уже в другом качестве, а сами лет 15-20 назад были еще детьми. Поэтому отчасти они будут готовы услышать от вас ненавязчивую, может быть, вскользь сказанную информацию, которая будет важна им для решения своих проблем по поводу воспитания их собственного ребенка. На что здесь важно обратить внимание? На такой принцип, как «кстати». Ну, например, учитель говорит на родительском собрании: вы знаете, одному ребенку на уроке стало плохо, он чуть не потерял сознание, а потом выяснилось, что он просто не позавтракал. Вы сказали про это родителям, и здесь у вас есть возможность в течение пары-тройки минут просто рассказать о том, какова должна быть калорийность пищи, белки, жиры, углеводы, и просто сказать фразу, которую когда-то сказала
нам на собрании учительница моего старшего ребенка, она сказала такую фразу, это было 15 лет назад: «Хотя бы горячие макароны с сосиской». И вы понимаете, я мама, помню ее до сих пор и понимаю, что ребенок в школу должен пойти хотя бы съесть что-нибудь горячее. Может быть, вы именно тот человек, который родителю про это скажет. И, может быть, вы скажете ему об этом первый раз. Конечно, еще одна функция, которая стоит перед нами, это уж совсем почти функция психотерапевтическая, но тоже очень важная, мне кажется. Может быть, педагогу удастся ненавязчиво во время такого рода бесед или индивидуальных, или с родителями в классе помочь мамам и папам лучше понять самих себя. Причины их того или иного поведения в отношении собственных детей. Может быть, не персонифицируя, естественно, не персонифицируя информацию в отношении конкретных родителей, избегать каких-то косвенных или прямых указаний, педагог может родителей познакомить со скрытыми иногда и от родителей мотивами их собственного поведения. Может быть, за гиперактивностью некоторых родителей может стоять их желание реализовать в ребенке их собственные, нереализованные в детстве или в юности амбиции, мечты. Может быть, за постоянными придирками к ребенку может скрываться собственная учебная неуспешность родителей, когда они были детьми. Может быть, за заискивающим или пренебрежительным отношением к педагогу тоже стоят былые детские страхи или неудачи. Часто родители не понимают это. И если когда-то вам ненавязчиво удастся как-то повернуть на это разговор, может быть, для кого-то из родителей это будет своеобразный холодный душ, и он сможет отрефлексировать свое собственное поведение. В-третьих, конечно, важно объяснить родителям вот что. Важно объяснить родителям, что не только успешная сдача ребенком ОГЭ или ЕГЭ, не только его победа на какой-то олимпиаде. Это то, что определит счастливое будущее ребенка. Ребенок не только будущий профессионал. Ребенок – это будущий семьянин, будущая мама или папа, будущий сосед по даче. Он будущий не только в профессии. Профессия – это одна часть жизни их ребенка. И педагогу важно объяснить родителю, что важны так называемые нематериальные инвестиции в собственных детей. Важно объяснить им, что время и силы, потраченные на посещение школьного спектакля, где играет ребенок, на обсуждение с ними прошедшей экскурсии, на совместное изготовление сувенира, оправданы и обязательно окупятся. Если родители интересуются участием ребенка в школьных событиях, поддерживают его, радуются вместе с ним успехам или огорчаются неудачам, шутят, смеются вместе, то это и делает ребенка увереннее в своих силах и побуждает у него желание попробовать себя в новой деятельности, в общении с новыми людьми. В этом случае ребенок легче и быстрее входит в открывающийся перед ним социальный мир, лучше усваивает социальные навыки, которые пригодятся его в будущем. Та фраза, которую часто вы слышите или видите, так называемые надпрофессиональные компетенции, которые часто работодателями ценятся значительно больше, чем компетенции профессиональные. Однажды человек, приехавший из Сингапура, рассказывал нам, что разговаривая с директором одного из техникумов в Сингапуре, который готовит работников ресторанного бизнеса, официантов, поваров там и так дальше, они у него спросили про это, и он сказал, что обучение профессиональным навыкам в моем учебном заведении – это едва ли 50%. Остальные 50%, на что тратятся усилия педагогов, это на умение учить детей сотрудничать, умение не подставлять друг друга, умение работать в команде. Он сказал такую фразу: научить с правильной стороны класть ложку и вилку можно кого угодно. Но если попадется хам или попадется человек, который врет или ворует, или не умеет работать вместе, не умеет слушать, не умеет руководить или не умеет подчиняться, с таким человеком вряд ли работодатель заключит договор. Так вот, эти надпрофессиональные компетенции мы с вами в большей степени в наших школах у детей воспитываем, формируем. Когда ребенок клеит, вырезает снежинки к Новому году и клеит их на окна, значит, он когда-то со своими детьми это тоже сможет сделать.
Когда он моет парты, это значит, что в доме он будет тоже, может быть, поддерживать порядок и чистоту. Когда он придумывает, как организовать спектакль, это значит, что он будет обладать организаторскими навыками и поездку экскурсионную собственной семьи тоже когда-то организует. Вот эти надпрофессиональные компетенции, о которых в меньшей степени думают родители и уже в меньшей степени, к сожалению, думаем мы, потому что нам нужно обеспечить рейтинг в школе, нам нужно обеспечить процент сдачи ОГЭ и ЕГЭ и так дальше, и так дальше. Они, конечно же, для будущей жизни ребенка важны. И, конечно же, классный руководитель или любой педагог там где-то в сознании это все держит. И родители, конечно же, это ну, тоже могут понять. Перед вами слайд, где написаны возможные темы мини-бесед, которые родители, классные руководители в подростковых классах проводят. Это те темы, о которых нам говорили педагоги, которые часто востребованы детьми. Все зависит от того, что конкретно в вашем классе выходит на первый план. Это может быть проблема буллинга в социальных сетях, это может быть проблема вранья или проблема воровства, это может быть и то, как помочь родителям сделать ребенка более внимательнее или усидчивее. Сколько классов, столько детей, сколько и проблем. Здесь ли вот, может быть, десяток только тех, которые я посчитала возможным сюда разместить. На следующем слайде тоже практически несколько книг, которые могут или могут быть, или могут не быть в вашей библиотечке, где доступным и простым языком говорится о взаимодействии детей и взрослых, педагогов и родителей. Может быть, какие-то из этих книг вы смотрели, может быть, в каких-то из них есть какие-то советы или мысли, которые вам могут пригодиться. Ну и заканчивая, хотела бы обратить ваше внимание на две вещи. Посмотрите, пожалуйста, здесь, вот на этом слайде, я покажу вам следующий слайд. Когда я готовилась к нашей встрече, я обратилась к двум классным руководителям школы, где я работаю. Один классный руководитель, вот здесь 3 ее тезиса, которая классный руководитель 9 класса. Такая очень романтическая, такая очень открытая, очень ранимый педагог. Уже не первый у нее выпуск, но каждый выпуск, каждые дети для нее как будто первый раз. Вот эти ее 3 правила, которыми она руководствуется в общении с родителями. Посмотрите на них. Они в ее стиле. Она такой человек и так выстраивает взаимодействие со своими родителями. Она понимает, что мы часто это фильтр между школой и семьей. И ни для кого не секрет, что ни один директор школы не хочет, чтобы какая-то жалоба от родителей поступила сразу в вышестоящие инстанции. И часто классный руководитель тот буфер, который позволяет снять какие-то проблемы. Конечно, классный руководитель – союзник ребенка. И вот она пишет в конце, даже самому сложному ребенку классный руководитель – союзник. И если родители понимают, что вы на стороне ребенка, то и родитель будет на вашей стороне. И следующий слайд – это тезисы, их 5, но они значительно короче, от классного руководителя 8 класса. Очень энергичный, очень эффективного классного руководителя, который все по полочкам, но который по-другому не может быть, потому что у нее очень сложный 8 Б-класс, с которым и я тоже на своих уроках физики работаю. Посмотрите, все очень коротко и четко. Это ее 5 заповедей работы с родителями. Вы видите, что эти 2 слайда между собой не пересекаются. Это 2 классных руководителя одной школы, когда возраст детей тоже примерно одинаковый, 8 и 9 класс. Но это все очень индивидуально. Это значит, что в вашей школе, это значит, что в вашем классе, у вас лично эти правила могут быть своими. Каждый из нас вырабатывает их сам, исходя только из некоторых главных вещей, о которых мы с вами сегодня успели поговорить. Исходя из уважения к родителю, исходя из уважения к ребенку, исходя из того, что вы на стороне ребенка, исходя из того, что одна из ваших главных мотиваций
один из главных мотивов, с которыми вы идете в школу, это личностное развитие ваших детей. Есть и другие мотивы, но этот, если ваша иерархия занимает одно из первых мест, это значит, что родитель это точно почувствует и точно будет вашим союзником. И еще несколько слов, совсем забыла я про это сказать, а вот записи мои тут говорят, шпаргалка моя мне говорит о том, что я забыла. Э, Про потенциал школьного сайта. Готовясь к лекции в одном из регионов, я посмотрела сайты образовательных организаций, наверное, трети того региона, где я проводила лекцию. И с удивлением увидела, что, может быть, в 2-3% случаях сайт ориентирован на родителей, и на бабушек, и на дедушек. И там есть не только информация о правилах поступления в первый класс, которые не меняются уже годами. Там есть много чего. Там есть раздел «Педагогическая или психологическая помощь родителям», где можно задать вопрос инкогнито педагогу, социальному или психологу. Там есть раздел, связанный с профориентацией. Там есть раздел, связанный с настольными играми и чемпионатом по настольным играм, и как этим играм можно научить родителей, и родители могут научить своих детей, и так дальше, и так дальше. То есть если в первом классе родитель попадает на сайт школы, а он точно туда попадает, потому что ему нужно понять, какие документы ему нужно нести в школу, и если его заденет какая-то информация там и окажется ему полезным, это значит, что он на вашем сайте будет жить всегда. Потенциал сайта, конечно же, необходимо использовать во взаимодействии с родителями. Я благодарю вас за внимание, уважаемые коллеги. Вот здесь вы видите адрес, который наверняка Мария Игоревна сегодня вам скажет. Это адрес примерной программы воспитания. Вы, нажимая на него, набирая в поисковике Институт стратегии развития образования РАО, вот это так эти аббревиатуры сложно расшифровываются, вы попадаете на сайт примерной программы воспитания, где кроме того, что есть сама примерная программа в Варде, есть методические рекомендации по работе о работе по программе, простите за тавтологию. Там же еще есть и рекомендации по составлению программы. Там есть список литературы, там есть список экспертов с их электронными адресами. И вся актуальная информация, которая появляется у нас, она в первую очередь появляется на этом сайте. Как верно сказали ваши замечательные организаторы и руководители этого семинара, наш институт является федеральным координатором по разработке и реализации этой программы, поэтому первая информация и актуальная информация именно там. Я еще раз благодарю вас, дорогие коллеги, за внимание и очень надеюсь, что этот тяжелый год закончится, как сказано, как говорится в одном из роликов, который сделала команда Google, там есть такая фраза: «Каким бы ни был 2020 год, мы были лучше». Спасибо большое за внимание. Спасибо большое. Ирина Викторовна, благодарим вас за очень важное профессиональное выступление. Мы видим реакцию наших коллег, слова благодарности сейчас. Ваш адрес поступают ежесекундно. У нас есть небольшой вопрос от наших класса руководителей. Я очень прошу, Ирина Викторовна, пожалуйста, постарайтесь на него ответить. Мы сейчас вам его продемонстрируем. Ниже. Вопрос по поводу модуля работы с родителями, да, каким образом он прописывается в программе? Как и в любом, начну с того, что мы говорили о том, что программа носит деятельностный характер. То есть в описании этого модуля вы рассказываете о том, какого рода деятельность и какие формы взаимодействия с родителями присущи вашей образовательной организации. То есть через что в большей степени строится ваше взаимодействие с родителями. Если попечительский, например, и управляющий совет для вас актуальны, это значит, что вы в первую очередь говорите об этом. Если для вас актуальна есть какая-то традиция проведения общешкольных или классных родительских собраний, вы говорите об этом. Если в школе, например, есть традиция проведения открытых сред,
То есть, например, в некоторых школах есть такая вещь, как открытая среда. Это значит, что в этот день родители могут посетить любые уроки, любые мероприятия, которые проходят в школе. Вы говорите об этом. То есть в этом модуле вы описываете ту деятельность, которую организует школа по взаимодействию с родителями. Если это связано с большей степенью работы с сайтом, с какого-то рода информацией, с какими-то, простите за сленг, фишками, которые есть в вашей образовательной организации, вы описываете их здесь. Здесь я увидела вопрос в чате. Сейчас если у меня есть такая возможность, я на него вернусь. Нет, мне сложно, но попробую. Где-то. Викторовна, озвучиваем вам вопрос. Да, что-то такое про одну программу воспитания, да? Да, вот именно реализуется именно для каждого уровня, либо все-таки прописывается в общей программе. Вот такой вопрос. Мы настаивали и надеемся, что сейчас изменения в закон об образовании, в ГОС, которые готовятся, они уже ориентированы на эту программу, но есть еще некоторые изменения, которые в ГОС будут внесены. И министерство, и мы настаивали на том, что одна школа, одна программа. Это касается начальной, средней и старшей школы. Но при этом это могут быть 3 разные плана воспитательной работы для начальной, для средней и для старшей школы. Но программа может быть одна. Если образовательная организация ориентирована на то, что ей удобнее, например, для началки делать одну программу воспитания, а для средней и старшей свою, никто не запретит образовательной организации это делать. Но минимизируя поток бумаги, вполне достаточно иметь одну программу воспитания на школу. Спасибо. То есть если будет одна программа, действительно это будет выполнение необходимых требований, если будет еще для каждого уровня, это тоже может быть принято. Это может быть, да. Да, спасибо. Да, хорошо, спасибо. Да. Но мы понимаем, что планы работы, конечно, для каждого уровня они должны быть. Это однозначно так. Хорошо. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы благодарим Ирину Викторовну. Конечно, очень важно, что вы пожелали нам успешной встречи Нового года. Задачи стоят перед нами очень важные, профессионально значимые. И, конечно, ваш адрес тоже слова поздравления с наступающим Новым годом, чтобы он был, конечно, более легким, но профессионально успешным обязательно. Спасибо вам. Спасибо огромное. Если будут какие-то вопросы, то я, к сожалению, вынуждена отключиться, но организаторы знают мою почту, и я буду ждать вопросы, и, конечно же, максимально быстро постараюсь при необходимости ответить или переадресую их тем специалистам, которые это сделают лучше, чем я. Спасибо, Ирина Викторовна. Уважаемые коллеги, тогда я прошу в адрес нашего института, если вопросы появляются сейчас, либо, может быть, вы что-то обсудите в коллективе, мы обязуемся с Ириной Викторовной уже их отработать, мы направим для того, чтобы мы получили обратную связь. Конечно, Ирина Викторовна, спасибо вам за эту готовность. Всего доброго. Спасибо огромное. До свидания. Спасибо, всего доброго, да. Уважаемые коллеги, мы продолжаем. К нам подключается Мария Игоревна. Мария Игоревна была уже региональным экспертом и работала с нашими общеобразовательными организациями. И являетесь вы, Мария Игоревна, именно экспертом апробации внедрения примерной программы, курируете нашу республику. Очень рада, что вы вместе с нами. Вы представляете Соликамский государственный педагогический институт. Поэтому, конечно, ваша роль именно в сегодняшнем семинаре, она для нас очень важна. Я передаю вам слово для того, чтобы вы прокомментировали, обозначили, какие, может быть, профессиональные позиции нам надо закрепить уже как практику успешную, а над чем необходимо работать. Я передаю вам слово. Спасибо. Вы с нами на связи? Спасибо. Да. Добрый день, наверное, у вас день, у нас уже вечер наступил. Я очень рада, что меня пригласили тоже участвовать в семинаре, что пригласили для того, чтобы пообщаться с такой интересной аудиторией. И сегодня мой доклад, он, по идее, надо было бы раньше выступить с ним, да, он такой больше обобщающий, общие вопросы обозначает.
но все-таки, да, жизнь вносит коррективы, кому-то нужно быстрее бежать на какие-то другие мероприятия, поэтому мы вот так вот выстроили логику. Тема моего доклада и выступления – это касается порядка внедрения программы воспитания в образовательные организации. Ну, в данном случае я буду акцентировать внимание именно на школах, да. Собственно, здесь и присутствуют именно представители данного уровня образования. И в своем выступлении я буду опираться уже на те результаты, наверное, работы и результаты апробации примерной программы воспитания, которая уже шла в течение прошлого года, с 2019 года. И вот как раз-таки данные, выводы экспертов и разработчиков, сотрудников Института стратегии развития образования РАО. Ну и постараюсь отразить снова, все-таки остановиться на общей проблематике и какие, может быть, сейчас, да, происходят такие изменения в сфере воспитания, ну и, соответственно, немножечко обозначить примерные этапы, через которые, наверное, вы уже начали проходить, и, да, нужно будет пройти нам до 1 сентября 2021 года, и, в общем-то, где найти помощь, поддержку, и, да, в общем-то, такие общие вопросы я обозначу. Ну и придем, наверное, к проблематизации. Можно ли говорить о том, что вопросы воспитания и проблемы воспитания, да, они и тот вот шаг, который сейчас мы находимся на том этапе, он был чем-то неожиданным и новым, я думаю, что не стоит, потому что эта проблема уже назревала давно, и, в общем-то, этот шаг должен был состояться и совершиться. И мы очень часто до этого с трибун слышим о том, что в школах нет воспитания, о том, что в школах воспитанием никто не занимается, да, и это достаточно грубые, можно сказать, такие высказывания, потому что на самом деле это не так. А воспитание, оно есть, просто оно по-разному организовано. Где-то школам и коллективам преподавателей, да, педагогов удалось создать ценностно насыщенное и событийное взаимодействие с детьми, создать какие-то общие школьные традиции, сохранить традиции воспитания в школе. А где-то под воспитанием подразумевается, ну, скажем так, некая бессистемная, стихийная работа с детьми, неурочная работа с детьми, да, это могут быть не связанные между собой какие-то мероприятия, бесконечная череда профилактических бесед, да, сиюминутные реакции на запросы вышестоящих инстанций, да, привести куда-то детей, да, в положенном количестве, собрать детей, обязательно сфотографировать и отчитаться, что вы провели какое-то конкретное мероприятие, да. И вот как раз-таки Ирина Викторовна говорила о том, что очень хотелось бы вернуть в образовательные организации, да, и в воспитанию вот тот самый здравый смысл. И уже неоднократно об этих проблемах, основных ключевых проблемах говорилось. И эти проблемы, да, это, конечно же, во-первых, это имитация воспитания. Здесь в данном случае педагог может выступать в качестве аниматора или в качестве, ну, скажем так, морализатора, да. И дети в основном в таком случае занимают пассивную позицию вообще ко всему, что происходит в образовательной организации, что не есть хорошо. И вторая, не менее, так сказать, да, такая серьезная проблема по значимости и не последняя проблема – это бюрократизация. Бюрократизация – это огромное количество, да, документации, отчетов, которые нам с вами приходится оформлять. Это различные мониторинги, на которые уходит очень много времени. И поэтому я думаю, что у многих классных руководителей, у многих педагогов есть такая устоявшаяся фраза о том, что я за бумажками детей не вижу, да, и как раз-таки бюрократизация, она отнимает самый ценный ресурс у педагогов,
именно в направлении воспитания, это время. Время, и в том числе может иногда выступать демотивирующим фактором к воспитательной деятельности, да, потому что проведешь мероприятие, что-то вроде с детьми сделаешь, а потом за это нужно еще заполнить кучу бумажек, да, и поэтому вот здесь вот как раз-таки те шаги, которые сейчас выполняются, с надеждой во всяком случае мы смотрим на то, что во всяком случае как-то, да, этот момент сократится, и мы сможем преодолеть вот тот самый, да, проблемный порог. И одним из вариантов, да, решения, которые были, и, наверное, первым шагом, потому что вот эти проблемы, они сиюминутно не решаются, и они не решатся, наверное, только усилиями экспертов и только усилиями разработчиков программы или даже администрации, но, естественно, здесь нам нужно в масштабах всей страны вот как раз-таки потрудиться для того, чтобы структурировать, переосмыслить, вернуть вот тот самый здравый смысл в воспитание, да, в школы. И мы теперь с вами все живем, ну, так сказать, в ожидании даты, в ожидании того, чтобы как раз-таки приблизить вот эту дату, да, 1 сентября 2021 год, и войти в эту дату именно уже готовыми и вооруженными, да, для того, чтобы реализовывать именно свою программу воспитания, соотнесенную с ну, то есть, да, соотнесенную с законом образования, согласно тем поправкам, которые там есть, да, о том, что нужно в образовательную программу школы внести еще программу воспитания, свою рабочую программу воспитания, которая будет разработана на основе примерной программы. Ну и, собственно, какие, да, проблемы, цель программы, для чего, собственно, она уже сейчас существует и ради чего мы, эксперты и разработчики, работали, это для того, чтобы помочь педагогам увидеть потенциал их совместной деятельности с детьми, да, и способы ее реализации, помочь школам создать реалистичные, действительно работающие программы, которые учитывают требования федерального государственного образовательного стандарта и в то же время какие-то уникальные особенности воспитания каждой школы. В данном случае, да, программа, которую уже и упоминала Ирина Викторовна, она имеет, да, особенность как конструктор, поэтому школы и педагогические коллективы могут, в общем-то, включить в эти модули, которые там есть, свое содержание. И те, которые модули не считаются, да, допустим, действительно, если нет у школы потенциала для реализации какого-то из модулей, ну, я имею в виду вариативных модулей, да, инвариантные, они обязательны, то, естественно, можно ее в программу не включать. Ну и самое главное, да, отсюда истекающее, это помочь педагогическим коллективам решить с помощью данных программ, да, проблемы личностного развития школьников, их гармоничного вхождения в социальный мир и профилактику противоправного поведения. Но в данном случае тоже очень часто поступает вопрос, а как же планы, да, профилактики и так далее. И разработчики, эксперты придерживаются такого мнения о том, что если, да, ценностно насыщенная и правильно организована воспитательная деятельность, то она в том числе решает вопросы профилактики. Ну и мы пойдем с вами далее. Я здесь буду сейчас, ну, наверное, останавливаться на тех этапах, сроках примерных, конечно же, которые позволяют нам, ну, можно так сказать, безболезненно, без чувства дедлайна, аврала, да, подойти к 1 сентября 2021 года. И сейчас я буду делать, ну, наверное, акценты и останавливаться именно на этапах для образовательных организаций, которые еще не проходили, да, то есть не были включены в эту работу с 2019 года. Как уже упоминалось ранее, есть сейчас на данный момент две категории образовательных организаций, то есть две категории школ в стране, которые есть категория, это
пилотные площадки. Это те, кто были включены в апробацию примерной программы воспитания уже начиная с 2019 года. И это более 700 школ, если быть точной, 756 образовательных организаций из 83 регионов нашей страны. Они уже, да, можно сказать, на этапе внедрения, они идут несколько в авангарде, и они создали, может быть, такую мягкую подушку и некоторые такие возможности для нас, для того, чтобы мы чуть-чуть помягче, нам было чуть проще перейти на, да, и разработать свои программы воспитания. Ну, естественно, помогали работать 57 экспертов. Но на самом деле на первом этапе, на этапе апробации примерной программы с Республикой Коми работал другой эксперт. Я вот, к сожалению, присоединилась только этой весной. Ну, с некоторыми школами уже удалось наладить контакт и старалась информировать о всех тех, да, мероприятиях, отвечать на какие-то вопросы, если они возникали. Поэтому, с одной стороны, мы сейчас с вами знакомимся, потому что я именно на вот ваш региональный уровень вышла впервые, только пока что локально работали. Поэтому в любом случае, если будет на то необходимость, какие-то вопросы и так далее, тоже можно либо через организаторов или через все мои контакты также на сайте примерной программы воспитания указаны, можно будет обращаться. Но перейдем, естественно, чуть более подробно посмотрим по тем этапам. Именно я сейчас имею в виду образовательные организации, которые только, ну, скажем так, приступают или на начальном этапе. Когда я готовилась к нашей с вами встрече, я тоже пообщалась с школами, которые уже, во-первых, да, именно я имею в виду школы моего города и нашего региона. Буквально даже сегодня до нашей с вами встречи я находилась тоже на встрече по обмену опытом именно у одной из пилотных школ, это лицей номер 2 города Перми. Они уже, в общем-то, демонстрировали результаты, которые уже у них есть на уже следующем этапе. Они уже, да, ведут именно внедрение в деятельность своей образовательной организации этой программы, которую уже разработали. Ну и некоторые буду сегодня тоже вставлять фразы, которые во время интервью, во время личных бесед мне говорили те, кто уже разрабатывал. Ну и первый этап, он связан с проведением семинаров, курсов повышения квалификации. И вот, в общем, сегодня тоже семинар. Это то, что относится к данному этапу. Дело в том, что когда было утверждено и были внесены изменения в закон об образовании, да, в части воспитания, о том, что надо будет привести в соответствие образовательную программу и, да, программу воспитания рабочую разработать в профессиональном сообществе, в сообществе научном, было очень много разной реакции, как положительной, так и отрицательной, да, и у многих педагогов возникло чувство тревоги и страха. И вот в данном случае один из моих коллег тоже, который занимается воспитательной деятельностью в школах, он мне сказал: не нужно бояться, страх возникает от незнания и непонимания, что от вас требуют. Прежде чем приступить к работе над своей программой, погрузитесь в контекст, изучите методические рекомендации. Ну и, в общем-то, выразил благодарность и экспертам, и тем школам, которые первые прошли этот процесс, да, за то, что сейчас у нас есть очень много материалов для внедрения, для разработки. И также, как только сказали о примерной программе воспитания, очень много появилось организаций, может быть, заинтересованных финансово лиц, которые по-своему тоже трактовали именно примерную программу воспитания, организовывали курсы и так далее, да. И в данном случае можно сказать, что нас предостерегали о том, что где-то может быть неверная интерпретация, неверная ориентация педагогов на то, что нужно именно разработать идеальный документ, чуть ли не диссертацию научную написать. И это тоже порождало панику, поэтому в данном случае
я думаю, что все-таки следует ориентироваться на семинары, да, которые согласованы с разработчиками или где есть представители тех, кто имеет отношение к этой программе. Также у нас разработчики тоже сделали курсы повышения квалификации 36 часов. Если вам необходимо будет, да, то можно целому даже педагогическому коллективу пройти эти курсы повышения квалификации, и информация о них есть на сайте примерной программы воспитания. Если надо будет, я тоже отдельно еще раз скину всю информацию, и, в общем-то, да, можно пользоваться. Если, да, потребностей в курсах повышения квалификации нет, то есть очень замечательный, да, сайт, опять-таки повторюсь, вот здесь ниже указано в строке его адрес, и что, собственно, вы там сможете найти для того, чтобы, ну, избавиться от некоторой тревоги, страха, волнения и непонимания, да, что же от нас все-таки требуется. Есть сам образец примерной программы воспитания, то есть все модули, да, все, что нужно, прописано именно там. Есть методические рекомендации по разработке программы воспитания. Там тоже очень все простым языком, подробно расписано, этапы, алгоритм, что можно написать, какие формы использовать, какое модульное наполнение можно сделать, каким образом можно отследить, допустим, да, результаты воспитательной деятельности в школе. И, в общем-то, да, на каждом этапе и в каждом модуле. И, конечно же, примеры модульного наполнения раздела «Виды, формы и содержание деятельности». Буквально, получается, в начале июня вышел вот как раз-таки, если вы видите, да, обложка «Воспитание плюс. Авторские программы Школы России». И многие, да, для того, чтобы избавиться от страха того, что там нужно писать научные трактаты, на самом деле нет. Все достаточно просто. Единственное, что, наверное, бывает сложно, как уже многие говорят, это обобщить свой опыт, выделить именно конкретную область вот этого применения, которое нужно описать. И вот это действительно не так уж и просто, но это возможно, и вы можете посмотреть, как это сделали другие регионы, представители других образовательных организаций. Там буквально даже некоторые модули расписаны на страничку, или даже, ну да, бывает, конечно, и больше, но то есть много писать не надо. И каково там содержание, вы тоже увидите и удивитесь, насколько бывает просто можно писать. Так что обязательно просмотрите, прежде чем приступать к разработке. И осенью, буквально в сентябре, вышло замечательное методическое пособие «Воспитание в современной школе от программы к действиям». И я сама неоднократно к нему тоже сейчас обращаюсь, несмотря на то, что я, да, получается, работаю и со школами, в основном я работаю сейчас в системе высшего образования, и нас тоже уже ориентируют на то, что нам нужно будет тоже разрабатывать программу, рабочую программу воспитания, и мы сейчас тоже над этим трудимся, ну, правда, у нас немножко специфика другая, но все же, да, я тоже обращаюсь к подобным методическим пособиям, очень полезны. Также есть вот целый документ ответов на вопросы, которые уже поступали в ходе семинаров. Вы, может быть, тоже, которые вопросы сейчас у вас возникнут, можете заглянуть, посмотреть, ответы на некоторые из них имеются. И, конечно же, полезная литература, так как лаборатория воспитания, да, которые разработчики, они являются представителями, ну и, собственно, и я тоже теперь школы Новиковой, да, и в данном случае там очень много полезной литературы, которая поможет не только разработать эту программу, да, но еще, в общем-то, да, обновить, может быть, где-то вдохновиться на какую-то воспитательную деятельность всем педагогам. Поэтому вот это вот как раз-таки тот первый этап, шаг, прежде чем приступить, да, к разработке рабочих программ воспитания, это вот как раз-таки познакомиться и погрузиться в этот контекст. Далее, разработка рабочих программ воспитания. Да? Некоторые у нас процессы, они идут одновременно, сразу повышение квалификации, погружение в контекст и сразу же разработка рабочих программ воспитания. Ну вот здесь вот согласно плану,
он может корректироваться. Кстати, я заметила, что в некоторых регионах, в муниципалитетах, даже локально на уровне образовательных организаций устанавливают какие-то определенные сроки, дедлайны, да, о том, к какому сроку должна быть разработана эта примерная программа, то есть рабочая программа уже школы каждой. И у нас, например, поставили срок перед школами, чтобы 1 декабря уже какой-то черновой вариант был. И у нас, в общем-то, да, достаточно такой усиленная, тяжелая работа шла в ноябре. Но сроки могут сдвигаться, то есть по-разному, да, здесь ничего в этом страшного нет, но вот примерные рамки именно федеральные, они вот такие, да, то есть получается с октября по январь у нас с вами идет вот такая очень активная работа по разработке рабочих программ воспитания. Ну, собственно, да, здесь вот тоже еще одно высказывание по поводу разработки. Это тоже моя коллега об этом дала такой некоторый совет. Представитель гимназии номер 2 города Соликамска, они относятся к пилотным школам, то есть они уже прошли этот этап разработки. И вот, в общем-то, то, что они советуют. Нужно привлечь в процесс разработки всех, потому что каждый должен найти в новой программе свое место, взять за что-то ответственность, иначе программа пролежит просто документом и не станет рабочей никогда. А работа будет строиться по принципу «кто придумал, тот и галит». Вот такое вот выражение, и действительно так оно и есть. Наблюдала разные ситуации, когда, в общем-то, да, коллектив школы торжественно вручил право разрабатывать и, в общем-то, да, трудиться для разработки рабочей программы воспитания только заместителю директора по воспитательной работе. Да? И это, естественно, в корне неверный подход, потому что это все-таки результат коллективного творчества, потому что все будут работать по ней, и каждый должен определиться со своей ролью, да, и со своим вкладом в этот документ и в эту деятельность, конечно же. Ну и вот некоторые такие этапы, да, уже разработки, это создание, во-первых, да, рабочей группы, коллектива. Это может быть, естественно, заместитель директора по воспитательной работе. Это может быть несколько классных руководителей, педагоги-энтузиасты, у которых есть очень, да, такой значимый большой опыт уже воспитательной деятельности, вожатые, старшие вожатые, это могут быть социальные педагоги. В общем-то, да, здесь вариант субъектов, которые могут принимать участие в разработке, он не ограничен. Единственное, да, что нужно понимать, что этот коллектив, на него возлагается ответственность прописать и осмыслить вот эту именно базовую часть программы и своей роли, да, в реализации этой программы. В данном случае проводится аналитика. Дело в том, что некоторые образовательные организации пропускают этот момент в плане того, чтобы у нас разработчики тоже в методических рекомендациях, вы, наверное, можете найти такой, скажем так, опросник, который рекомендуется использовать для, можно сказать, наблюдения, для определения, может быть, проблемных зон и проблемных моментов направлений работы школы именно в воспитательной деятельности, да, и этот опросник необходимо распространить не только, да, на педагогический коллектив, но и предложить старшеклассникам, например, детям, предложить родителям, для того, чтобы у вас появилась целостная картина о том, собственно, да, какой потенциал видите вы, как уже профессионалы, специалисты, какой потенциал и что бы хотели дети, да, и какой потенциал видят родители. То есть вот это уже такая аналитическая работа, когда проводится, иногда бывают совершенно неожиданные результаты получаются. И после того, как вот аналитика это проходит, вот эта рабочая группа творческая основная приступает к написанию, скажем так, да, документа. Но это только всего лишь один этап. Следующий этап – это после разработки, это внедрение. И внедрение, как правило, уже вот тех пилотной школы, которые рассказывают об этом, начинается со знакомства педагогического коллектива, уже всего остального с этой программой.
да, и это, во-первых, со структурой ее, да, с особенностями, почему было сделано и написано так, в общем, какая работа была проведена. И далее рекомендуется, например, это в виде какого-то тренинга или в виде... Сейчас очень много всяких разных новых форм, да, популярных появилось, хакатоны, митапы и так далее, всякие разные такие слова. Можно познакомить преподавателей и дать им возможность самим обозначить цели своей воспитательной деятельности. И вот как раз-таки, да, осмысление педагогами этой программы, вот с этого именно следует начинать внедрение программы. Далее некоторые школы, и вот сегодня тоже рассказывали, они следующим этапом у них именно создание творческих групп, да, по реализации модулей программы. Это, во-первых, определение этих направлений работы. Например, кто-то начал с того, что под уже, да, обновленную программу нужно, естественно, привести в соответствие и внутренние локальные нормативные документы, да, которые регламентируют воспитательную деятельность. Например, некоторые решили разработать циклограммы по конкретным модулям, чтобы педагогам было проще и легче понимать, что им, да, нужно в рамках этого всего делать. Например, циклограмму для классного руководителя, да, в соответствии с обновленной программой воспитания. В рамках этой работы также выбираются, ну, скажем так, для каждого модуля, который есть в программе, творческие группы, да, те, кто будет, в общем-то, трудиться для реализации этого модуля, консультировать весь остальной педагогический коллектив и, в общем-то, да, с ними определяться в том, как это все будет проходить. И в дальнейшем это переходит в работу вот этих творческих групп, да, именно по реализации всех модулей, которые обозначены в программе. Здесь, естественно, планирование, подготовка, проведение, анализ, коррекция. В данном случае это все будет проводиться на этапе реализации. Ну и, конечно же, непосредственная работа педагога с детьми и со всеми остальными субъектами, да, воспитания, которые, в общем-то, вы определите, да, в рамках того момента, когда вы будете разрабатывать. И здесь вот как раз-таки, да, вы налаживаете всю эту работу. Также вы проводите, то есть деятельность по созданию условий для сплочения детско-взрослых общностей, которые, да, у вас либо есть, либо, может быть, появятся в результате обновленной работы. Вы проводите анализ проведенных дел, да, и их воспитательной значимости, выявляете затруднения, может быть, какие-то причины, почему получилось, почему не получилось и так далее. То есть, да, это все вот будет идти как раз-таки в процессе на этапе ваших рабочих групп. Ну и после того, как у вас, да, будет уже год подходить к концу, да, и, в общем-то, здесь будут итоговые педагогические советы, ну, они могут быть и еще в течение чего-то, да, всего года в течение реализации этой программы. Здесь вы обобщаете опыт реализации своей, да, рабочей программы, обсуждаете успехи, неудачи и планируете дальнейшую работу, да, по этой программе. Собственно, да, что вам необходимо будет, ну, для этого сделать, да, чтобы у вас ваша программа была дальше рабочей. Ну, естественно, да, самым главным результатом всего этого должно стать интересная и событийно насыщенная жизнь детей и педагогов в школе. И вот здесь вот как раз-таки, да, как раз-таки к маю у нас должна быть аналитика, да, и уточнение рабочих программ воспитания по всей России. Все равно так или иначе будут уже интересоваться, спрашивать, да, может быть, мы будем с вами собирать какие-то результаты. И вот как раз-таки это все у нас должно быть уже как раз-таки к этому периоду. Летом это время на, получается, на подготовку, да, на коррекцию тех программ, которые у вас уже будут разработаны, по которым у вас будут те или иные результаты.
И потом получается, что к 1 сентября мы уже с вами подходим, ну, такие обновленные, вдохновленные, готовые по, да, новому, может быть, где-то переосмысленно, где-то наоборот, да, в общем-то, утвержденные в правоте своей в плане воспитательной деятельности, да, подойдем к 1 сентября 2021 года. Естественно, сейчас примерные программы, то есть рабочие программы вы разрабатываете, не обязательно, что они сразу будут идеальными, да, то есть есть возможность корректировать их, и получается, что в данном случае вы сейчас разрабатываете одну общую программу и планы, да, получается, воспитательной работы или календарные планы, да, как это предлагается тоже в качестве варианта, на 3 уровня образования. Для начальной школы, это, да, есть для среднего звена и для старшей школы. То есть, да, здесь в данном случае вы не ограничены. Дело в том, что так или иначе все равно в зависимости от того, да, какая школа большая, маленькая, мы иногда смешиваем, да, ребят, когда проводим, например, общешкольные ключевые дела, мы разновозрастное общение так или иначе и взаимодействие организуем, это, в принципе, все как бы вписывается, да, в это все дело и действо. И здесь вот уже, наверное, я буду подходить к концу своего выступления, и еще, ну, как можно сказать, тоже эта фраза такая была. Для многих педагогов подобный опыт показался интересным, как мне сказали некоторые, кто давал интервью. И такая фраза была: не упускайте возможность выйти за пределы устоявшихся стереотипов воспитательной деятельности. Вот, то есть иногда мы настолько, да, привыкаем к какому-то ходу событий, и иногда, да, это бывает страшно, прикоснуться или что-то сделать, что-то, может быть, новое или изменить устоявшийся ход событий, поэтому не бойтесь. Я думаю, что наш позитивный с вами настрой на то, что действительно этот колоссальный труд принесет действительно изменения в системе воспитания, что у нас действительно начнется такое событийное, содержательное, интересное в школе работа и деятельность, вот это как раз-таки дает надежду на то, что у нас все получится. И на этом я закончу свое выступление. Я благодарю вас за внимание и тоже, наверное, присоединюсь уже, да, можно поздравлять с наступающим Новым годом. И я желаю, конечно же, прежде всего всем здоровья, терпения, успехов, и я очень надеюсь, что ваш процесс разработки и внедрения программы, он будет творческим и интересным. Спасибо большое. Я там где-то уже видела вопросы. Так, где их можно посмотреть? Спасибо огромное, Мария Игоревна, за содержательный такой доклад и за то, что вы нас ввели в суть, да, деятельности внедрения примерной программы воспитания. У нас от наших участников семинара поступили вопросы. В частности, в какой части программы должен быть отражен раздел о трудовом воспитании обучающихся и о привлечении обучающихся к труду. Но я так думаю, это по поводу вот, того выступления по блоку работа с родителями, да, у Ирины Викторовны, который был. Да, Ирина Викторовна уже говорила, действительно. Дело в том, что сейчас вот эта программа, она предполагает, что мы должны уйти от дискретности воспитания. То есть, да, мы привыкли многие уже делить воспитание на какие-то направления, да, там конкретно патриотическое, духовно-нравственное, экологическое воспитание и так далее, да, но дело в том, что действительно так оно и есть. У нас, в общем-то, наши с вами, да, содержательное общение, общешкольные дела, какие-то экскурсии и так далее, и мероприятия, это все, оно вкупе может содержать в себе, да, вот это как раз-таки и трудовое воспитание, то самое, да, каких-то ценностей труда и так далее. То есть в данном случае это может быть распределено по модулям.
да, где-то это может быть вписано в модуль, например, да, деятельности детских общественных объединений, где-то это может быть в модуле внеучебной деятельности, то есть это может быть рассредоточено по всей программе. Спасибо. Я правильно понимаю, что вот те коллективные творческие дела, которые организуются в классе, да, могут включать в себя в том числе дела, связанные с какими-то трудовыми акциями, да, и, соответственно, распределение ролей планируется среди обучающихся именно в разрезе именно конкретного коллективного творческого дела, да, а также можно использовать, наверное, я думаю, в модуле самоуправления, где у нас тоже есть, наверное, какой-то трудовой сектор среди ребят, да, который обеспечивает вот ту деятельность, которая организуется непосредственно классным руководителем и его помощниками. Все верно, да, можно даже и с родителями, в модуле с родителями тоже. Конечно. Да, это, то есть, вот нужно уходить от этого действительно, хотя трудно, потому что привыкли уже. Согласна с вами, что привыкли. И вот вопрос, да, тут был о том, чем программа воспитания примерно отличается от той программы, которая существует, да, но она у нас по уровням идет, немножко по-разному называется, да, но программа воспитания и социализации. Ну, я думаю, что важно изучить все программы, и в том числе примерную программу воспитания, чтобы это понять. Да, конечно, это обязательно нужно посмотреть. Она немножечко отличается тем, что модульная, тем, что здесь, то есть школа сама принимает решение, какие модули они будут включать, на какие они будут делать упор, да, то есть акцент в своей деятельности. Ну, естественно, инвариантные модули, они быть должны обязательно, да, то есть это и школьный урок, и классное руководство и так далее. А в зависимости от того, какой потенциал у школы, остальные модули, они, в общем-то, могут отбирать, добавлять и, в общем-то, преобразовывать, создавать свою уникальную рабочую программу, а не унифицированную для всех одинаковую. То есть вот здесь таким образом. Хорошо, спасибо огромное. Вот еще вопрос. Программа воспитания и план с российским движением школьников. Будет ли связь? Вот каким образом включать эту работу именно в разрезе тех блоков, которые существуют, модулей? Да, то есть понятно, да, некоторые школы, именно РДШ, да, Российское движение школьников, делали в отдельный модуль, да, некоторые прям так и прописывали о том, что, но по сути это Российское движение школьников, это детские общественные объединения, да, и то есть этот модуль, он в принципе РДШ, деятельность РДШ ложится именно в тот модуль, который касается детских общественных объединений. Вот. А также это тоже может быть рассредоточено или может быть в отдельный самостоятельный модуль, но здесь еще разработчики тоже по этому вопросу не могут прийти к единому мнению. Пока что это в общем-то, творческий потенциал разработчиков своих отдельных программ в школах. Вот. То есть тут как вы решите. Хорошо, спасибо огромное за ответ. И вот еще, каждый классный руководитель будет ли составлять свои программы? Ну вот вопрос уже, ответ был озвучен, но, наверное, стоит повториться, я полагаю. Да, скорее всего, наверное, так большинство школ, в принципе, и поступает. А некоторые именно внедрение программ, своих рабочих программ, начинают с того, что классные руководители, согласно, то есть обновленной новой программе, составляют эти планы воспитательной деятельности классов. Да, и, в общем-то, таким образом происходит осмысление каждым педагогом, каждым классным руководителем его вклада, да, и, в общем-то, его значения именно в этой конкретной программе, которую будут потом по ней работать вся школа. Вот, то есть, да. То есть потом этот материал перерастает в календарный план, да, на будущий учебный год, когда уже примерно программа воспитания вступит в силу. Хорошо, спасибо. И вот еще вопрос от Лидии. То есть направление воспитательной работы мы не обозначаем в программе? Вот еще уточнить просили, да? Направление, вы можете это как в целях, в задачах, да, написать, например, вы можете это где-то конкретизировать, но просто дело в том, что некоторые образовательные организации, например, называют модули, да, самостоятельные модули, там, которые вписывают, и прямо они пишут какое-нибудь направление, экологическое воспитание, и прям вот модуль экологического воспитания. В данном случае этого не должно быть, потому что, только что, да, мы говорили про преодоление дискриминации. Да, вот именно от направления. Да,
мы именно конкретно по формам и видам деятельности, да, пытаемся сконцентрироваться на тех модулях, которые нам вот представлены в примерной программе. Вот. Хорошо. И вот такой вопрос от меня уже, да. Профилактическая работа, да, по безнадзорности и нарушению и противопорядка, да, несовершеннолетних. Скажите, пожалуйста, вот каким образом может распределиться эта работа по модулям и возможно ли включение такого модуля в работу программы в качестве вариативной? В данном случае, да, тоже задавался этот вопрос уже неоднократно. Действительно, именно он тоже может быть рассредоточен, и может, в принципе, можно и вылить его даже в отдельный модуль. Некоторые школы тоже это делают. Хорошо. Так что это тоже, наверное, на именно откуп школы, на фантазию, на, в общем-то, специфику деятельности. То есть, если эта работа представлена, да, на таком хорошем качественном уровне, да, и достаточно системно, то ее можно определить в отдельный вариативный, получается, модуль, да? Спасибо большое. И вот еще вопрос у нас. Получается, на следующий год мы пишем только одну общешкольную программу воспитания и отдельные по классному руководству. Ну, тоже можно ответить, я думаю, еще раз. По сути, одна программа, вот это, да, которая общая у вас будут под эту программу, ну, в зависимости от уровня школы, то есть, да, и уровня образования, которые представлены, то есть это календарный план для начальной, средней и старшей школы. Это, да, вот, конечно, могут быть. И классные руководители, да, конечно, я думаю, что, скорее всего, тоже потребуют с них вот как раз-таки программу именно воспитания отдельных классов, с которыми работают они. А так, конечно же, может еще в школе, ну, как сказать, завязаться еще и обновление нормативных документов, которые будут регламентировать всю воспитательную деятельность в школе. Спасибо огромное. Вот тоже комментарий, да, есть от Сагиды у нас. Отвечая на вопрос выше, у классных руководителей должны быть не программы, а планы, так как программа – это нормативный управленческий документ. Да, то есть вот те планы, возможно, которые собираются сейчас у классных руководителей, они не собираются с целью определить именно особенности, да, воспитательной работы в школе, чтобы потом уже разрабатывать именно календарные планы. А программу действительно разрабатывает руководство, да, с какой-то школьной творческой командой. Коллектив, да, разрабатывает. Хорошо. Спасибо вам огромное. Очень приятно с вами было вести диалог, получить ответы на интересующие вопросы. Я думаю, мы будем сотрудничать, и те вопросы, которые классные руководители в ходе ближайшего времени адресуют мне, я непосредственно контактный лицо, я их переадресую вам, и мы вместе, да, организуем, может быть, еще какое-то мероприятие вот, в режиме диалога, да, чтобы наши классные руководители получили обратную связь от вас, от наших экспертов. Спасибо вам огромное, Мария Игоревна. Всего доброго, до новых встреч. Мы продолжаем наш семинар. До свидания. Ну что ж, уважаемые классные руководители, мы продолжаем наш семинар, и вопросы вы можете, конечно же, задавать, все они будут переадресованы тем специалистам, с которыми мы общаемся, и не только. Мы будем сотрудничать также с разработчиками программы в дальнейшем. У нас запланированы во втором полугодии встречи, тоже в режиме онлайн, где вы можете пообщаться вот именно в виде вопроса-ответа, да, что очень важно для нас. А наш семинар продолжает заместитель директора по учебной работе гимназии номер 1 города Сыктывкара Костромина Ирина Викторовна. Просим, да, представить. И заместитель директора по воспитательной работе гимназии номер 1 города Сыктывкара Дейтер Вера Борисовна. Мы с ними часто сотрудничаем, и я думаю, что сегодня они нам представят тот опыт, который будет полезен и интересен всем в нашей республике, не только. Добрый день, уважаемые коллеги. Рада приветствовать вас на нашем семинаре. Попрошу, пожалуйста, включите презентацию, которая выше работа над модулями. Спасибо большое. Мое выступление называется «Практика по реализации модулей примерной программы воспитания». Я хочу рассказать именно о том, как в гимназии у нас разрабатывается, реализуется модуль самоуправления. А почему, вам немножечко подробнее потом расскажет моя коллега Вера Борисовна. Итак, начать свое выступление хотелось бы словами Антона Семеновича Макаренко. Личность не воспитывается по частям, но создается всей суммой влияний, которым она подвержена.
Мы проанализировали эту фразу в свете нового отношения к воспитанию, к понятию воспитания. И, в общем-то, выделили несколько проблем, которые могут возникнуть, и попытались их в более шуточной, интересной форме вам представить. Итак, если у меня план, представим аналогию 1. Варим суп. Мы все с вами хозяйки, знаем, как варить суп, знаем, какие продукты взять. Но если хозяйка не умела, то в кастрюлю с холодной и горячей воды могут полететь все продукты, которые были у нее на столе, без последовательности. Отсюда и наши действия могут быть такими. Не действуем ли мы порой столь неразумно, нелогично в нашей педагогической кухне, занимаясь воспитательной работой? А что же мы можем сделать? Аналогия 2. Кубик-рубик. Мы все держали кубик-рубик в руках, мы его вертели, мы пытались какие-то манипуляции с ним делать, мы даже одну сторону могли собрать, но все ли смогут собрать кубик-рубик полностью? Вывод здесь таков. Точно так же можно проводить сколь угодно всевозможных мероприятий и даже добиваться некоторого внешнего эффекта в них, но, пожалуй, невозможно достичь существенных результатов воспитания, если не знать, как надо организовать этот воспитательный процесс. Ну и что получится? Аналогия 3. Художник. Художник решил нарисовать картину. Он не знает, что он хочет, но он считает, что должен получиться шедевр. Он думает. Шедевр-то не получается, потому что нет идеи. Не зная, какого результата мы хотим добиться, кроме того, что результат должен быть хорошим, удастся ли достичь запланированного результата. Но отсюда мы поставили перед собой следующие вопросы. С чего начать работу воспитательную, чтобы она была действительно системной и деятельностной, а не носила только мероприятийный характер? Как продолжить эту работу? Что нужно изменить? И мы пришли к выводу, что успешный результат воспитания зависит не только от того, что делают педагоги с воспитанниками, но и как они этого добиваются. И это как в целом ряде случаев может оказаться решающим. Ведь воспитательный эффект – дело отсроченное. Мы не сразу увидим тот результат, который мы получаем, и потом удивляемся, почему у наших воспитанников те или иные проблемы могут быть, или он становится таким замечательным человеком. Ну, исходя из всего этого, нашим помощником, как уже и говорили до нас выступающие, стала примерная программа воспитания. Ну, почему мы ею основываемся? Ну, во-первых, программа «Конструктор», она упрощает процесс разработки школами своих программ. Одна школа – одна программа. Сокращается объем, количество документации. Единство цели, как уже говорили предыдущие выступающие, одна страна, единая цель. Деятельностный характер программы, что и должна носить воспитательная работа. Ну и модульный принцип помогает выбрать те модули вариативные, которые необходимы именно данной образовательной организации. Чтобы достичь положительных результатов деятельности, мы посмотрели, прежде всего установили, во имя чего мы собираемся действовать. Решили, как лучше подойти к осуществлению деятельности, какие средства и приемы использовать. Определились, в какой логичной последовательности мы будем работать. Подумали, что делать правильно, какой порядок действий мы должны выбрать. Отсюда у нас был разработан алгоритм. Ну, первым мы создали инициативную группу, в которую входят у нас руководители МО, входит старший вожатый, социальный педагог, педагог-психолог и те учителя, которые выявили желание для того, чтобы вступить в эту инициативную группу. Эта инициативная группа у нас помогает нам разобраться в тех методических материалах, которые есть в примерной основной образовательной программе. Также мы с помощью этой инициативной группы выбираем те вариативные модули, которые будут заложены именно в нашей программе воспитания. После этого мы проанализировали те возможности гимназии и особенности, которые есть в данный момент в нашей системе воспитания. Проанализировали тот воспитательный процесс, который мы осуществляем, выбрали вариативные модули, ну и приступили к модификации непосредственно плана воспитательной работы для того, чтобы его скорректировать на следующий учебный год. Вернемся к модулям. Мы сегодня остановимся на модуле самоуправления, но прежде я хотела бы сказать о вариативных модулях. Для себя, для своей гимназии мы выбрали 2 вариативных модуля. Это организация предметно-эстетической среды и ключевые общешкольные дела. Почему ключевые общешкольные дела? Потому что через эти дела у нас могут проходить все модули, как классное руководство, как курсы внеурочной деятельности. Это могут быть и работа с родителями, родители могут быть вовлечены в ключевые общешкольные дела. Это и модуль самоуправления и профориентация. Что же такое ключевые дела? Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает участие большая часть школьников, и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большего числа детей и взрослых, способствуют идентификации их общения, ставят в ответственную позицию происхождения в школе, того, что происходит.
Внедрение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный опять характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. Данные ключевые дела мы разделили для себя на 3 блока. Это социальные проекты и акции. Это ежегодные совместно разрабатываемые проекты, акции, которые ориентированы на окружающий нашу гимназию социум. Они могут быть разного характера, это могут быть благотворительные концерты, это могут быть экологические какие-то мероприятия, акции, мероприятия патриотического направления, трудового характера. Забегая немножечко вперед, хочу сказать, что сейчас как раз мы реализовываем выигранный нами грант, который у нас называется «Эко-Эжва». Мы очень большое внимание как раз сейчас уделяем социальным проектам и вышли даже со своими социальными проектами на администрацию Эжвинского района. Об этом, наверное, немножечко позже расскажет Вера Борисовна. Это общешкольные праздники, они также могут проводиться ежегодно, быть творческими. Это могут быть различные театрализованные, музыкальные, литературные праздники. Опять же, также мы сейчас готовим концерт онлайн, так как у нас время сейчас непростое, которое будет согласовано с администрацией, будет ходатайство для того, чтобы наш онлайн-концерт был продемонстрирован на главной елке Эжвинского района по тому экрану, который будет установлен. Ну и третье – это коллективные творческие дела. Если рассматривать коллективную творческую деятельность как технологию, то она у нас проходит ряд этапов. Это рождение педагогического замысла, время предварительной работы с тем материалом, который возникает. Вторая – это коллективное планирование этого дела. Затем подготовка непосредственно к самому делу, коллективное проведение. После проведения обязательно идет подведение итогов и ближайшие последствия, которые ожидаются в результате этого дела. Ну и проанализировав тот план работы и те ключевые общешкольные дела, которые проводятся у нас в гимназии, мы пришли к выводу, что часть этих дел, часть ключевых общешкольных дел у нас делегируется органам нашего гимназического самоуправления. А зачастую и даже наше самоуправление делегирует нам эти ключевые дела. Наше гимназическое самоуправление называется Совет учащихся парламент. И мы немножечко как раз сейчас и поговорим. Итак, что же такое самоуправление и в каком случае оно будет действительно работать? Ну, детское самоуправление – это мощное средство воспитания самостоятельности учащихся, привлечения ответственности, приучения их к ответственности. Самое главное, чтобы детское самоуправление носило деятельностный характер, а не было формальным имитацией каких-то мероприятий, поручений, задач, переданных ребенку. Самоуправление в гимназии у нас осуществляется на разных уровнях. Это на внешкольном уровне, мы сейчас выходим на администрацию Эжвинского района, на школьном уровне, где у нас запланированы общешкольные дела, которые организуются средствами самоуправления ученического, на уровне класса и на индивидуальном уровне. Ну и для того, чтобы самоуправление действительно работало, мы заложили ряд принципов, на основе которых мы и работаем как раз с ученическим самоуправлением. Ну, первый принцип – это обоснованность выбора поручения. То есть мы собираем совет учащихся парламент, на котором оговариваются те поручения, которые распределяются каждому ребенку. Важно здесь учесть то, что поручения должны распределять ребята сами. Здесь есть риск уйти от того, что ученическое самоуправление будет работать, и прийти к тому, что мы будем делегировать детям, мы будем распределять эти должности внутри самоуправления. Это должно быть отдано на откуп детей. Следующий принцип – это равноправие, когда каждый участник самоуправления принимает участие одинаковое в голосовании, в выборе дел, в принятии решений, преемственность. Все мы знаем, что учащиеся наши вырастают, и наше самоуправление меняется новым составом. Поэтому важно, конечно, не забывать те традиции, которые у нас уже были, но и пополнять самоуправление новыми членами. Следующее – это коллегиальность. Все решения, которые принимаются с детским самоуправлением, должны приниматься коллективно, вместе, учитывая мнение каждого ребенка. Для того, чтобы детям было интересно принимать участие, его мнение должно быть выслушано. Критика и самокритика – важный принцип, когда любое проведенное мероприятие должно быть разобрано. Это могут быть высказаны и замечания в адрес данного мероприятия. Ну и каждый ребенок должен уметь видеть и недостатки, и преимущества в своей работе. Здесь опять же важно, так как это коллектив детский, чтобы не переросло это все в ругань и просто в ненужную критику, которая была недостойна этого и которая не была адекватной. Отчетность. Все мы знаем, что как мы, так и дети нуждаются в том, чтобы
то мероприятие, которое было проведено, было ограничено в каких-то определенных рамках. Поэтому обязательно должен быть поставлен дедлайн, должно быть выбрано время проведенного данного мероприятия, ну и после того, как оно будет проведено, обязательно должно быть разобраны его результаты. Следующий принцип – это сочетание коллективных и личностных интересов ребенка. Ни в коем случае те мероприятия, которые проводятся внутри самоуправления, не должны перечить тем интересам ребенка, которые у него есть. Если они не соответствуют этим интересам или интересам коллектива, то нужно рассмотреть это дело, следует ли его вообще проводить. Ну и последний принцип – это распределение полномочий. Здесь учащиеся, которые входят в самоуправление ученическое, должны понимать, что более ответственные мероприятия большую роль возлагают именно на тех детей, у которых уже есть опыт социального общения, выполнения социально значимых дел. Вера Борисовна расскажет о том, как этот модуль реализуется именно у нас в гимназии, а закончить мне хотелось бы фразой, к сожалению, у меня не переходит, что любое воспитание может идти вперед только в том случае, если оно будет системным. Спасибо за внимание. Хочу присоединиться к выступающим до меня коллегам. С наступающим вам Новым годом, чтобы следующий год был легче, здоровья вам, счастья и благополучия, и творческих, и профессиональных успехов. Спасибо. Уважаемые коллеги, мое выступление носит название «Самоуправление в действии», потому что для нас, для коллектива гимназии, самоуправление является тем ключевым инвариантным модулем, который вершит в школе многое. Мы уже достаточно длительное время работаем с самоуправлением, и для нас этот модуль не новый. И мы очень обрадовались тому, что можно еще больше полномочий передать детскому самоуправлению. Как сказал Антон Семенович Макаренко, я продолжаю цитировать великого педагога: «Дело рождает самоуправление, а не наоборот». Всегда должно быть общее дело. Об этом и сказала моя коллега Ирина Викторовна. Ключевые общешкольные дела – это то звено, которое объединяет всех – и школьников, и родителей, и педагогов. Поэтому действительно дело рождает самоуправление. Помогите, пожалуйста. Детское самоуправление предоставляет широкие возможности для самореализации, и ученики становятся организаторами мероприятий. Они не просто исполнители. Уже ушло то время, когда учитель приходит и говорит: так, ребята, мы будем с вами делать это. Но они не будут просто этого делать, нужно заинтересовать. И тогда ученики чувствуют свою нужность, они становятся действительно организаторами мероприятий, и мероприятия проходят на достаточно высоком уровне. В гимназии таким органом как раз является Совет учащихся парламент. Следующий слайд, пожалуйста. На данном слайде представлена структура ученического самоуправления в гимназии. Вот сверху это как раз общее собрание учащихся, Совет учащихся парламент, а внизу, посмотрите, ученик. То есть любой ученик, имея определенные способности, желания, может оказаться в Совете учащихся парламента. Для этого он активно участвует в Совете класса, он является участником сектора, который его интересует. Это может быть даже участие в нескольких секторах. Мы выделяем такие сектора, как сектор спорта, знаний, культуры, информации, сектор труда и сектор общения. И вот здесь как раз у нас и не возникает вопросов, куда же мы включим трудовое воспитание. Оно у нас будет рассредоточено. И таким образом совет класса через лидера класса выражает свои пожелания, чтобы они хотели, в чем бы они хотели принять участие, что они хотели бы организовать. Но это не хаотичное движение. Все здесь фиксируется в планах, и план для самоуправления разрабатывается на Совете учащихся парламента. То есть они анализируют
план данного года, ставят плюсики, минусики, ну, то есть анализируют, что у них получается, что не получается, что они хотели бы добавить в свой план. И таким образом происходит взаимодействие, и жизнь в школе превращается в жизнь маленького государства со своими правилами, со своими нормами, со своими принципами. Можно, пожалуйста, следующий слайд? Какие задачи решает наш Совет учащихся парламент? Ну, во-первых, приобретается опыт управленческой деятельности. Во-вторых, ученики раскрываются в своих творческих способностях. Они чувствуют собственную значимость и причастность в решении важных общественных проблем. И развиваясь в различных видах деятельности, ученическое самоуправление охватывает большее число задач, которые раньше решались педагогами. И вот здесь вот, конечно, может возникнуть трудность, потому что и педагогам ведь тоже сложно перестроиться. Раньше привыкли все решать они, а здесь большую часть мероприятий, каких-то видов деятельности приходится отдать ребятам. Но этот вопрос решается хорошим результатом от проведенных мероприятий. Детям нужно доверять и сопровождать, и тогда все это действительно получится в идеальном варианте. Пожалуйста, дальше. Работа школьного самоуправления в гимназии строится по определенной схеме. Каждый понедельник происходит сбор актива учащихся, где планируется участие гимназистов в подготовке и проведении значимых мероприятий. Эти мероприятия могут быть как школьными, так и внешкольными. В этой работе активистам гимназии оказывается поддержка администрации и педагогами гимназии, потому что после того, как проведено рабочее совещание парламента, где принимают участие либо директор, либо заместители директора, обсуждается план подготовки и проведения различных акций и проектов. А затем проект готовится гимназистами и предоставляется на педагогическом совете. Как правило, проект в дальнейшем реализуется совместными усилиями с привлечением партнеров. И очень важно, что именно на педагогическом совете, когда ребята представляют свой проект, они просят помощи тех или иных педагогов. И таким образом уже не педагог навязывает свою деятельность, а учащиеся сами понимают, чьей помощи им не хватает. Например, если это проводится шахматный турнир, то здесь, конечно, за помощью обращаются к учителям физкультуры. Если это проводятся акции по чистке памятника или раздельному сбору мусора, конечно же, здесь нужна помощь будет не только классного руководителя, но и старшей вожатой. Поэтому вот так вот совместными усилиями у нас и происходит вот общее дело, реализуется. В гимназии разработан алгоритм проведения мероприятий органами самоуправления. Он универсальный, и хотелось бы сказать, что все эти этапы сопровождаются фотоотчетами, видеоотчетами. Таким образом, у нас школьная газета «Тудейка» и ВКонтакте, группа ВКонтакте, те, кто работают, они приобретают опыт и становятся журналистами, редакторами, фоторепортерами. То есть здесь идет такая профориентационная направленность. Ну, в общем-то, алгоритм, он, еще раз повторюсь, универсальный. Это постановка проблемы, ее актуальность. Очень часто проблему предлагает взрослый, потому что у него имеется и статистика, и факты, но бывает так, что с проблемой приходят и взрослые ребята, старшеклассники, потому что они уже действительно чувствуют, что могут решить какие-то проблемы, и они их стараются замечать и решать. Далее, после того, как проблема поставлена, нужно ее решать. И вот, значит, таким значимым для нас мероприятием совместным явился совместный проект с администрацией Эжвинского района. Этот проект «Эко-Эжва», его цель – благоустройство остановочных комплексов Эжвинского района баннерами с экологической информацией, повышение экологической грамотности населения. Этот проект вылился в такой грандиозный благодаря, опять-таки, идеям ребят. На совместной встрече с администрацией Эжвинского района ребята обратили внимание на то, что у эжвинцев
имеется проблема, они не разделяют мусор. Что мы можем сделать? Мы в школе можем организовать традиционный сбор макулатуры. Ребята собрали, у нас очень много макулатуры. Собираются крышечки пластиковые, у нас вот такие вот пластиковые бутылки 5-литровые, расставлены на этажах в рекреации, и ребята уже знают, что надо бросать именно чистые крышечки. У нас все вот эти вот экологические мероприятия, они имеют и дальнейшую направленность. Не просто собрать и сдать. У ребят возникают свои идеи по вторичному использованию ресурсов. Вот вы на слайде видите, как девочки от идеи до воплощения проходят путь. Они поняли, что, сдав макулатуру, можно приобрести крафт-бумагу. И из этой крафт-бумаги, а крафт-бумага – это как раз вот вторичная переработка макулатуры, из крафт-бумаги можно организовать мастер-класс для учащихся начальной школы по изготовлению обложек. Изготавливаются обложки из крафт-бумаги. Этого недостаточно. У ребят идея пошла дальше. Они стали изготавливать закладки, мешочки для подарков. И они, если на следующий слайд перейдем, мы увидим, что они целый проект создали. Крафт-студию «Эстетика». Эта крафт-студия предоставляет услуги населению по изготовлению крафтовых обложек. Пока это все, конечно, носит такой мечтательный характер, и, естественно, пока ничего не продается, но в дальнейшем наши ребята действительно, ведь они закончат школу, и они могут создать такую студию, и это будет полезно всем, и нам тоже, эжвинцам. Посмотрите, какие мешочки для подарков изготавливают, закладки, плетение. Это и пояски для участников нашего фольклорного ансамбля «Сударушка». То есть ребята нашли применение по вторичному использованию вторсырья. Следующий слайд. Модель такого совместного решения проблем находит отражение в такой вот лесенке роста. Это модель взаимодействия гимназического органа самоуправления, Совета учащихся парламент с органами местного самоуправления администрации Эжвинского района города Сыктывкара. Эта модель состоит из 6 шагов, и далее мы приходим не на первый шаг, мы возвращаемся просто снова к новой проблеме. Итак, постановка проблемы, если перефразировать словами наших учащихся, это будет вопрос: а в чем проблема? Далее, а давайте спросим эжвинцев, действительно ли это так? Ребята проводят опрос, обрабатывают. Сейчас возможностей для опроса много, можно использовать Google формы, можно использовать социальные сети, и сразу происходит подсчет, то есть видно, кто заинтересован в решении данной проблемы, как эжвинцы разрешают ту или иную проблему. В данном случае нас интересует экологическая проблема. У ребят возникают на третьем шаге различные идеи, от идеи до проекта, и именно на этом этапе очень важно поддержать ребят, потому что идеи могут быть бредовые, могут быть реальные, и очень важно, чтобы здесь как раз реалисты, идеалисты и критики собрались в тесном кругу и обсудили, что же действительно выйдет как реальный продукт. На 4-м этапе это создание самого проекта, где ребята представляют администрации Эжвинского района, а мы решим проблему так. И 5-й этап – это реализация проекта. Для того, чтобы реализовать проект такой совместный, нужно объединиться. Мы объединяемся со школами нашего района, мы проводим совместные акции, мы привлекаем и художественную школу, и Центр детского творчества, для того, чтобы мероприятие прошло на высоком уровне. И дети действительно почувствовали себя активными ребятами. Эти дети будут иметь активную жизненную позицию, они будут готовы принимать решения и осуществлять проектную деятельность на благо окружающим людям. Подводятся на 6-м этапе итоги, посмотри на результат. После подведения итогов, естественно, появляются плюсы и минусы, и можно выйти на новую проблему. А что нам не удалось решить, и как мы это можем решить теперь. То есть таким образом мы видим, как происходит личностный рост ребенка.
Вот, в принципе, все, что я хотела сказать о том, как у нас функционирует модуль самоуправления, почему он в действии. Мы не планируем останавливаться на достигнутом, и я думаю, что этот грант «Эко-Эжва» — это только начало нашего совместного взаимодействия с администрацией Эжвинского района. И вот наш модуль самоуправления, он становится действительно реально значимым, потому что это не просто придумано на бумаге, это не просто написано и издается для отчетности, это действительно маленькая жизнь в маленьком государстве. Спасибо за внимание. Всех с наступающим Новым годом. Здоровья, счастья и удачи. Спасибо огромное, Вера Борисовна, спасибо огромное, Ирина Викторовна, за интересный, содержательный доклад. Вы поделились своей же событийной жизнью вашей прекрасной гимназии, о том, как вы умеете сотрудничать с внешними партнерами и как умеете действительно ребят подключить к интересному делу, да, и организовать, вот, ну, может быть, вот эти вот самые мешочки, да, какие-то закладки, какие-то поиски не только, да, для непосредственно, да, продажи какой-то, да, организованной ярмарки, а для подарков тем же ветеранам, возможно, малышам и так далее, да, то есть вот очень важно, чтобы был человек, который сумел, так скажем, вдохнуть жизнь, да, наполнить интересом детские души, да, чтобы они все-таки загорелись, захотели это делать. Вот к вопросу о тому, что, как поступить тем, кто не может, когда дети не без энтузиазма относятся к любой инициативе взрослых и никак не могут организоваться на какое-то интересное творческое дело или общешкольное ключевое событие. Какой совет дадите вы? Скажите, пожалуйста. Мы дадим такой совет, что если ребенок стесняется, не нашел себя, то, возможно, ведь у нас самоуправление может быть и на индивидуальном уровне, возможно, дать ему то поручение, которое ему будет интересно. Предположим, этот ребенок может хорошо вести питание, ну, учитывать, кто сегодня питался, да, это тоже помощь классному руководителю, и он таким образом в классе занимает какую-то определенную позицию. То есть все от интереса ребенка. Он действительно может быть застенчивым, но всегда надо учителю создать такую ситуацию, чтобы ребенок, вообще любому взрослому нужно создать такую ситуацию, чтобы ребенок увидел себя в будущем, каким он хочет быть, показать ему, а ты можешь быть таким, и он будет к этому стремиться. Спасибо огромное. Мне тоже кажется, очень многое зависит действительно от того самоуправления, которое организовано и в классах, и в том числе в школе. Относительно отсутствия, да, у некоторых старших вожатых, вот к чему программа воспитания, примерная программа воспитания нас призывает? К тому, чтобы мы не гонялись за количеством, да, проведенных мероприятий, а лучше событий, а все-таки опирались на те особенности школы, которые есть. Но если это небольшая школа, и штат, соответственно, небольшой школы по количеству обучающихся не позволяет, да, иметь старшего вожатого, да, при исполнении вот каких-то таких поручений, действительно важных, интересных, событийных, то таким образом нагрузка, да, и организационная часть в большей степени ложится на классных руководителей. Это нормально, потому что классы, вероятно, небольшие. Вы знаете, здесь хочется припомнить фразу эксперта нашего прошлого республиканского онлайн-семинара Кимпицкой Любовь Васильевны. Она очень хорошо сказала, да, когда тоже были какие-то такие вопросы, да, вот того нет и этого тоже нет, и как мы это будем организовывать и проводить профилактику, трудностей профилактики несовершеннолетних. Она сказала, если есть, ну, общеизвестная вообще-то фраза, но если есть желание, всегда найдутся возможности, а если нет желания, всегда найдутся причины. И мне кажется, что от человека очень многое зависит, и мы об этом часто говорим, и программа воспитания, в частности, да, и те специалисты, которые разрабатывали, авторы программы, об этом много говорят, и интересно все-таки проводят примеры, а самое главное, дают направления и дают поэтапные шаги, как можно насыщать жизнь событиями школы и каким образом можно организовать индивидуальное, и групповое, и общешкольное дело именно вашей общеобразовательной организации. Уважаемые классные руководители, подводя итоги нашего онлайн-семинара, мы чуть-чуть, конечно, его увеличили за счет тех многих вопросов, которые возникали в течение семинара. Это очень хорошо, что они были, что мы сумели на многие вопросы ответить. На многие вопросы мы ответим впоследствии, да, и организуем еще наши встречи. Сейчас я бы хотела сказать о том, каким образом мы можем получить сертификат за участие в наших республиканских онлайн-семинарах.
Как мы уже говорили, об этом говорила Галина Владимировна, ректор Коми Республиканского института развития образования, о том, что целая линейка республиканских онлайн-семинаров будет осуществляться с декабря по май месяц 2020-2021 года. Таким образом, по итогам линейки семинаров мы планируем провести точно так же, как в режиме онлайн-школ, кто участвует в наших онлайн-школах, классные руководители, многие уже участвуют в Республике Коми, да, мы выдаем сертификат при прохождении итогового тестирования. То есть по материалам всех проведенных семинаров будет создан небольшой тест итоговый, и те участники, которые в семинарах участвовали и зарегистрировались, они его проходят, и мы в таком случае в мае предоставляем за всю линейку наших республиканских онлайн-семинаров сертификат. Далее, что вы можете делать с сертификатом и как вы можете его использовать? Об этом мы тоже говорили, но еще раз напомню. С этим сертификатом вы можете пройти курсы обучения в Коми Республиканском институте развития образования, на которых мы тоже также будем обучать, каким образом выстраивать и внедрять на основе примерной программы воспитания, рабочую программу воспитания вашей общеобразовательной организации, да. Также мы будем рассматривать календарь образовательных событий, каким образом эти события, которые рекомендованы в календаре на уровне федерации, на уровне республики, на уровне региона нашего, мы можем использовать в работе, а также какие события вы можете организовать на вашем муниципалитете, вашей конкретной общеобразовательной организации. На курсах повышения квалификации мы тоже об этом будем с вами говорить и создавать, самое главное, интересные проекты, с которыми вы можете потом выходить к ребятам и в вашу общеобразовательную организацию. Вот этот сертификат по онлайн-школам, у нас уже была закрыта летняя онлайн-школа для классных руководителей, закрыта осенняя онлайн-школа для этих классных руководителей, закрывается школа для начинающих классных руководителей, первые шаги классных руководителей. За каждую участники, которые сдали успешно итоговые тесты, прошли это испытание, да, уже получают сертификаты. С этими сертификатами уже с понедельника, 21 декабря 2020 года, уже есть у нас участники, желающие, подавшие заявку. У нас будут проводиться курсы повышения квалификации. И этот сертификат закрывает блок, да, и представляет такой сертификат нам в качестве документа. Мы просто предлагаем классным руководителям, прошедшим онлайн-школу, испытания, да, то есть это будет защита проекта небольшая, и также итоговые тесты для тех, кто онлайн-школу не проходил, и получают уже полноценный сертификат повышения квалификации, удостоверение, не сертификат, извините, удостоверение повышения квалификации с необходимой почасовкой для того, чтобы у вас уже было подтверждение повышения квалификации именно по классному руководству, потому что этот комплекс, да, так скажем, работы важно освещать, важно просвещать и учить, помогать вам, уважаемый классный руководитель, как можно использовать, да, те условия, которые есть, в которых вы работаете в своей общеобразовательной организации, для того, чтобы осуществлять эту работу качественно и с интересом, и действительно событийно насыщенно. Благодарю вас за внимание, благодарю наших гостей за участие, наших экспертов за великолепное экспертное мнение и те материалы, которые предоставлены. Видеозапись данного республиканского онлайн-семинара будет представлена на сайте Коми Республиканского института развития образования в разделе «Видеозал». Вы просто заходите в видеозал, спускаетесь по ссылочке, и там увидите, что 17 числа у нас прошла эта трансляция, заходите туда и просматриваете его. Также к этому видеофайлу я, так скажем, приурочу все презентации, которые использовались сегодня. То есть у вас будет возможность воспользоваться и этими материалами, и просмотреть еще раз видео нашего республиканского онлайн-семинара. Всех уважаемых классных руководителей и педагогические работники, которые осуществляют воспитательную работу в общеобразовательных организациях, я поздравляю с наступающим новым 2021 годом. В сентябре нас ждут интересные изменения. Пока мы, конечно же, работаем по тем программам, которые существуют. И я желаю вам семейного благополучия, хороших праздников и радостной, событийной школьной жизни, чтобы у вас глаза горели, чтобы детки вам отвечали взаимностью и дарили свое тепло, родители с вами сотрудничали и все-таки
были в одном, да, так скажем, событийном, насыщенном ритме. И я желаю вам успехов, энтузиазма, и чтобы вот наши желания всегда порождали наши возможности. Спасибо вам огромное. Всего доброго, до новых встреч.